Ты хотел поговорить про паблики. Я хотел поговорить. Я хотел поговорить. Ты не хочешь поговорить? Я готов поддержать разговор. Да. Не, я хотел поговорить, потому что у нас же есть проблема. Вот с одной стороны к этим пабликам претензия, что ну, они воруют новости, они сами новости не создают. Абсолютно да? согласен. В том числе, наверное, претензии к телеграм-каналу «Осетия», который просто репостит половину новостей точно. Меньше претензий. Ну, потому что там виден источник, можно всегда Там перейти к виден источнику. источник, плюс к этому, И твои просмотры капают туда раньше это было, но вот сейчас гораздо меньше, то есть перепосты, они не дают там никакого прироста для каналов. Но Да. это как бы не только, это и не везде, да, даже очень крупные. Ну, а насчет инсты, это да, это прям жесть, это прям жестко. Надо для начала понять, о каких пабликах. мы Давайте говорим, представим да? Тимура Мазаева. Да, Это Мазаев. представитель одного. Паблика. И они паблики, нет. Много пабликов. Нет, Сетевое да. издание, да. У нас Сетевое издание. просто, да, естественно, у нас в Инстаграме точно так же есть паблик. Многие, кстати, да, постоянно нас называют пабликом, мы обижаемся из-за этого. Потому что вы СМИ, вы сами формируете, генерируете Не, контент. ну да, то а есть, не естественно, у нас в Инстаграме тоже есть своя страничка, как бы, и тоже довольно-таки раскрученная. Давайте скажем, что печально, что Инстаграм это главная соцсеть Осетии. Абсолютно. Это прям. Почему печально? В этом месте мы все должны поплакать. Да? Да. Печально почему? Во-первых, формат. Да, ну, текстовый формат ушел. И для меня печально, это потому что я любитель текстового формата. То есть там, если ты на самой картинке не напишешь новость, текст вряд ли кто прочитает. А тут, вот тут, кстати, это и наша вина, потому что мы первыми в Осетии стали это делать, на картинке писать новости. Нет, это не ваша вина. Это вина Мазаев. алгоритмов Это, Инстаграма, в да. принципе, это Нет, я всё к тому, этому шло. что, ну, сам Инстаграм, там он очень ограничен в плане подачи объемов информации. То есть мы в какой-то момент, когда поняли, допустим, что это наша основная площадка, мы отказались от лонгридов, потому что, ну, тратишь много сил, времени, а они, ну, то есть не набирают какого-то там нормального количества просмотров. В Инстаграм ограничивает тебя по символам. 2000 символов, но это максимум новость просто и все. Ну, Да? Вот это и печально. И это раз. Во-вторых, там нельзя дать ссылку на источник, чтобы люди перешли. Можно, но вот так. Ну, это не ссылка на источник, да. Ну да. Там очень трудно, там нету форматирования текста, вот это вообще убивает, понимаешь? То есть ты не можешь форматировать текст, ты не можешь какие-то вещи делать. Ну да, И приходится с это смайликами. и соцсеть, вообще, когда вот Инстаграм появился, мне говорили: Алик, надо сделать новостной паблик в Инстаграме. Я говорю: в Инстаграме? Это соцсеть для картинок, там люди выкладывают, ну, кто-то выкладывает филейные части тела, кто-то выкладывает, ну, в основном, да, кто-то выкладывает там красивые фотографии северных городов. Какие новости в Инстаграме? И когда реально ты видишь, что новости в Инстаграме стали заходить, это для меня удивительно было. И там я рассчитывал, что там, ну, телега, там, ну, Твиттер, ладно, там, Фейсбук, да, там, ну, это вот прямо, эта соцсеть только для картинок была сделана. Сейчас она только для видео. Сказать какую свою самую большую претензию к Инстаграму. Инстаграм приучил наших людей к тому, что что они начали потреблять только вот голые факты. Вот просто вот такой-то, такой-то украл то-то, то-то, такой-то, такой-то сделал то-то, то-то, третьего посадили вот по такой-то, такой-то статье, и все. То есть там нету, там, условно говоря, второй стороны, там нету никакого осмысления, там нету ничего, кроме вот этих фактов. И поэтому, естественно, то есть, ну, я как бы привык к тому, что есть первая сторона, есть вторая сторона, ну, как бы я сейчас... Да даже не дело в первой стороне. Вот помните, была история с правобережным районом, когда кого-то из чиновников там уголовное дело начали из-за нецелевого расходования средств, потому что деньги из дороги потратили на строительство стройплощадки, да, а при этом на совещании правительства было: да, строите детские площадки, да. Ну, а новость такая: человека завели уголовное дело, потому что он нецелевое расходование средств. И все люди: украл, вор. Ну, нецелевое Это это же не не украсть. формат, ребята, это Да. же не формат Инстаграма виноват, это сама подача. Нет, Понятно, Инстаграм, что он паблики дает тебе сами небольшую Я ничего думаю, да, производят, тут на самом да. деле не Инстаграма вина в этом, это больше вина от Подачи. некоторых пабликов, потому что, допустим, мы точно так же работаем в Инстаграме, у меня всегда бывает вторая сторона, мне никто не мешает. Ее это никто делать. не прочитает, Другое просто у тебя дело, заголовки. но, да, всё. опять-таки, тут тоже не вина Инстаграма, это статистика, которая существовала по интернет-журналистике еще до Инстаграмов, тоже точно так же показывает, что дальше заголовков идут только 20% читателей. Так тут вообще кроме заголовка ничего не Ну, идет. понимаешь, всё. это как бы норма, это не Дальше беда Инстаграма, понимаешь, это было всегда. То есть, допустим, когда был в Осетии единственный сайт 15 регион, точно так же очень многие, ты думаешь, там, вот у вас была лента, которая, да, точно так же читали ленту, и очень многие даже внутрь не заходили. То есть, почему, допустим, некоторые наши коллеги, да,
старые, да, не буду говорить о ком, иногда сейчас прибегают к методу кликбейта, да, чтобы уже заходили, чтобы зашли, почитали, да, потому что люди этого не делают, то есть это... Не будем называть фамилию. Да, да, да. Вообще То есть не понял, о ком вы, ну ладно. о твоем... Ладно, потом я тебе расскажу. Короче, ты виноват, за. Короче, но фишка в том, что это, ну как, это не беда Инстаграма, это, ну если вообще это можно назвать бедой, это в принципе проблема восприятия людей. То есть люди не хотят, не любят читать. Почему популярны эти сторисы в Инстаграме 15-секундные, почему там минутное видео смотрят больше, чем 30-минутное видео, да? Люди... Кстати, YouTube наоборот поощряет Обленились. длинные Ну, видео, не YouTube, да, поощряет это немножко короткие. другая история. YouTube это именно про видео, именно про длинное видео. Ему нужно удерживать людей, чтобы Да. показать им больше рекламы, конечно. Я просто вот сейчас смотрю, и вот я одно и то же видео вот если длинное видео, я закидываю его в Инстаграм, там вообще ноль. Ну, Да, видно, да, что да. YouTube его, Инстаграм его убрал. А в YouTube там прямо просмотры идут, вот прямо формат. Причем, кстати, мне вот, допустим, странно, у Инстаграма одно время они вот с ИКТВ пробовались, когда, и нет-нет, там заходили длинные Нет, теперь видосы. только шортс. У вас не шортс, заходили эти, в TikTok. видосы? Ну, как Reels, Reels, да, Reels. А они в итоге ввели Reels и потом убрали ИКТВ и стало... А теперь немножко- обрати внимание, что Инстаграм сделал короткий Reels. Вот насколько эта соцсеть, она уже вторична, потому что они пытаются за ТикТоком, и они сделали минутный Reels, а ТикТок уже сделал 5-минутные Если видео. ты вспомнишь, понимаешь? это в принципе Инстаграм, это его фишка, то есть ТикТок это не первый, кого они пытаются переехать, они просто тут немножко опоздали, потому что ТикТок очень, ну, набрал большой вес, сейчас его так не закроешь. Помнишь, была сеть такая Перископ? Да, Да, В помню. самом начале. А почему она очень резко загнулась? В Хотя бы эфиры- очень популярна. эфиры в Инст- И потому что Инстаграм точно так же вел Не. себя прямые. Инстаграм и другие Не, я скажу, знаешь, соцсети почему она вели загнулась? эфиры. Потому что Перископ принадлежал Твиттеру, а в главе Твиттера сидят конченые мудаки. Это самая неудобная соцсеть, хотя я в ней сижу Да. уже сколько лет, но вот это... Ну, Цукерберг в этом плане как по степени зла на втором месте. Facebook это просто уродская соцсеть, она неудобна максимально. Ну вот реально контакт в десятки раз удобнее, Ну да, чем кстати, и телега. Вот Твиттер, он владел Перископом, и они сами убили этот гребаный Перископ. Да нет, я думаю, больше там их убили вот именно введение этих прямых эфиров на более популярных соцсетях. Недавно какая эта соцсеть появилась, где аудиокомнаты были, как она называлась? Clubhouse. Клабхаус. Clubhouse, да. Где Клабхаус? Точно так. Ну точно Да. так же, это было Ну, точно так же. Клабхаус зашел Но их- в пандемию, их когда не было... Клабхаус, А сейчас Клабхаус Telegram. убил Телеграм, да. Не, ну, Ага. Ну, грубо говоря, по факту, и вы их реально убил Телеграм, да? И вы, кстати, этим очень успешно воспользовались, да? кто не, Заур, Заур, да, воспользовался. Я так и не дойду Не, до я тех к тому, эфиров. что, ну, реально, то есть, все шло, зачем мне там возиться с этими приглашениями, еще что-то. Они очень поздно отменили, ну, какой-то ограниченный доступ к ним, да, сделали его для всех, а люди такие, да, ну вот в телеге то же самое есть. и Да. всё. Ну, мы сейчас чуть-чуть отвлеклись от нашей родной Осетии. Вот помимо той претензии, которую я сказал, что там абсолютно непрофессиональная какая-то с точки зрения журналистики подача в Инсте, проблема для местных СМИ, которые не государственные и которые не вовремя зашли в ту же самую Инсту, проблема в том, что вот эти инстапаблики, они, ну, не скажу, что воруют, Забирают но новости. забирают контент оттуда, соответственно, посещение на тех ресурсах, где это все вышло, минимальное, просто минимальное, и, естественно, в общем, это, вот знаете, как паразиты бывают, да, которые вот сосут со своих жертв, а потом жертва умирает, и, ну, как бы, он ищет другую. То есть, И найдет. какого-то взаимного, как синергия, да, это называется. Можно я продолжу твою претензию? Претензия в том, что если в США была такая история там, с Фейсбуком, прочее, все, кто паразитировал, они делали еще по-хитрому. Они, зарабатывая сверхдоходы, они начинали создавать свою контентную часть. То есть Да. подтягивали своих, кто начинал Ну им да, то есть создавать они контент. развивали самостоятельно. Да, свой точно. контент, чтобы, да, то СМИ умрет, но мы ставим заменяем Сами СМИ. ставим, А да. эти же вообще в контент не вкладываются. Вообще нет, потому Да. что вот, ну, работает и работает. То есть они как привыкли работать, так и работают. И в этом их проблема, потому что они на самом деле рубят сук, на котором они сами сидят. Потому что ну, они убивают тех, кто создали контент, но сами не начинают создавать Об этом и контент. речь. Вот. И в этом проблема. Но с другой стороны, Потому что они не то, что может они хотят, но они не умеют. Ну, как бы это не их. Ну, этому можно научиться, во-первых. Во-вторых, ну, я думаю, тут больше про не хотят. А во-вторых, ну, это не самое главное, что, на мой, ну, не самая основная проблема, скорее, понимаешь? И отличие вот этих правил, ну, то есть меня не так, допустим, волнует, потому что мне, наверное, повезло по сравнению с другими СМИ, как бы свою, допустим, крупную площадку, да, иметь самостоятельную в Инстаграме, да, но больше меня напрягает, скажем так, что там вообще нет никакого контроля подаваемой информации. То есть
там они могут эту инфу взять у кого-то там друга, еще где-то. Ну, то есть не отличают люди, что такое вброс, что такое не вброс. То есть, ну вот, это вот подача информации абсолютно неконтролируемая. То есть, что угодно могут взять, там, им могут что-то скинуть в придошку, они это закидывают, потом отсмотри процент удаляемых материалов именно у пабликов, да, А как допустим. это возможно Ну, посмотреть? у них часто удаляют. Допустим, я знаю, что вот у нас, в принципе, там, за год максимум 1-2 материала мы можем удалить. Максимум. То есть, ну, если мы что-то разместили, то это, ну, это правда. Ну, если Ну, это во-первых, правда, извини, что я да. тебя перебиваю, это Да. прямо говорит об авторитетности и достоверности СМИ. То есть, Ну если да, чем да. ты- А это уже не имеет смысла, институт авторитета уничтожен. Ну, Конечно, смысл удалять, если ты, ну, каждый раз, как вот можно в том-то и удалять дело, свой что контент? они-то, Да. это не они же А, этот ну контент да. сделали. То есть мне вот прислали, я вот не знал, я удалил, все. Как бы, и какие претензии, да, и никаких претензий. Но если бы заранее люди как-то это отслеживали, потому что я знаю, там даже не сами, там, как правило, молодые девочки просто сидят, вот, как на этом, Студентки, на да. как правило, студентки на копипастах просто. То есть их особо не упрекнешь в этом, как бы. Слушай, давайте о чем упрекать? У нас вон недавно то ли База, то ли Мэш разместили лицо нашего соотечественника, написали, что он избил, изнасиловал женщину, выкинул ее с окна. Везде это Да, разошлось. ну вот это да, это тоже было странно. Да, по факту мы вот это проверили реально 2 звонками, да, то есть. То есть это федеральные СМИ сделали. Да, да. Я то это есть- не репостил во сети, потому что, ну, блин, фотография человека, ну, да, как-то, ну, я вот задумался, а вдруг не он? Во-первых, в принципе, ну, само по себе стрёмно, да. Ну ладно, допустим, у меня к этому вообще свое отношение. То есть мы изначально, когда запускали Осетия News, мы думали, что мы будем одни в Инстаграме, да. И у нас было какое-то ограничение на количество негатива, да. То есть я понимал, что этот негатив и без меня подадут, мы не единственные в республике. Мы старались как-то больше на позитиве. С позитивом, сам знаешь, тяжелее работать, его тяжелее находить даже. Вот. Дело и- не в том, что его тяжелее, он не заходит просто. Нет, заходит. У меня- него у меня- нет зал. у Его меня нет. Его У меня нет, был да, экс- его именно искать надо. У меня был эксперимент, когда мне говорили, ну, это было несколько лет назад, когда, ну вот зачем одна чернуха, ну вот кому это надо, вот давайте что-нибудь позитивное. Я что тогда сделал? Я нашел человека, такого обычного рабочего человека, вот сделал с ним интервью, вроде нормально, мне самому понравилось. Сколько просмотров этого было? Сколько было репостов? Сколько было комментариев? Ты когда Практически ничего. Я с Зауром соглашусь, но тут дело не только в населении. Недавно же на Facebook подали иск, там девушка, которая у них работала, на внутреннюю документацию выкрала и показала, что Facebook все это время говорят, что мы за максимально толерантную беседу, да, они наоборот позиционировали вот такие агрессивные темы, поскольку они привлекали внимание. То есть и на самом деле как это вот как замкнутый круг, эти темы привлекают внимание, мы их будем поднимать в топ, эти темы еще больше, то есть сами площадки, да, они вот, ну, фактически этим самым занимались, спекулировали этой темой, хотя внешне Цукерберг всем всегда рассказывает про то, что вы что, мы не продаем ни чужие данные, мы вообще такие святые, мы Да, ничего не конечно. делаем. И вообще у нас свобода слова, а потом Трамп пошел ты. Да. Нет, это самое маленькое. Трампа еще могу понять, за что забанили, но когда Ну тоже даже тяжко на самом деле. Не, слушай, это прекрасный пример в стране, когда они банят Трампа, президента, это мощно. У нас Ты еще писать понимаешь, нельзя. это, ну, то есть Трампа забанили только вот это зацепили за прецедент, то, что вот этот был на Белый дом нападения. Так-то они поводов искали, поводы для этого давно искали. Вот если бы ты постоянно терли его комменты, постоянно терли Да, его вот сообщения. это абсолютно Это же ограничение цензура. свободы слова, Не, да? ну, Трамп меня беспокоит в последнюю очередь. Они в осетинском Нет. Фейсбуке удаляют группы, блин, Да, вообще ни за что понятно. Трамп это как раз таки, ну, я не про самого Трампа, а именно как прецедент. Понимаешь, если они не побоялись там президента Америки забочить, то любого из нас забочить это вообще Там ничего. все угорали над Твиттером, типа Твиттер блокирует Трампа, да, но при этом не блокирует твиты правительства Ирана, которое обещает ядерную смерть Израиля. Вообще Ну да, кайф. это да. Открыть вам один секрет, как Да. понять, где это вброс, где Юра? вот не любят кавказцев. Больше всего кавказцев не любят в московском комсомольце. Вот если информация идет первой с московского комсомольца, то сразу можно крестик ставить. Да, а интересно, почему так не любят Кавказ? Ну, я не буду ее за эфиром вам скажу. Ну, я скажу, что я не про московский комсомол. Давайте недавно вспомним очередная драка в метро и все новости кавказцы.
там рядовка такое-то издание, они дали «Кавказцы избили, очередное избиение кавказцев кого-то». Потом серия новостей, это оказались там фамилию у него там. Вообще выходцы из Азербайджана, которые в Оренбурге живут, это да? предыдущая история была. А сейчас у людей у всех вообще не кавказские фамилии, они выходцы там с Тамбовской Так области. вот, возвращаясь к тому, вот уже пример сейчас привел, и вот я, допустим, почему-то уверен, что вот этот вброс быстро пошел только потому, что он оказался выходцем из Северной Осетии. Да. Тоже Кавказ. То есть по факту там, ну, то, вот девушка, которая потерпевшая, там сразу видно, ну, там фамилия, ну, не кавказская. Ну, то есть они даже не вдавались в подробности, Кавказ, погнали. Я не думаю, что значительная часть людей, работающих в федеральных СМИ и вообще в России многие могут отличить представителя Средней Азии от северокавказца. Это, знаешь, это есть очень... Ну да, я стоял в аэропорту в Домодедово на ресепшн, или как Да. это называют. Она меня так посмотрела: в Ташкент? Я говорю: нет. Нет, это знаете как, это вот у некоторых осетин есть опрометчивое впечатление о том, что, ну все же знают, что я осетин. Да? Я говорю: братан, нет, никто не знает, что ты осетин. Поверь, тебя могут побить за то, что ты азербайджанец, за то, что ты чеченец. Если ты будешь в этот момент кричать, что ты осетин, бить тебя уже не станут. Да? Это вот такое, знаете, впечатление, типа... Там они разбираются, там они знают, вот мы такие, а эти другие. Может быть, кто-то есть, да, такие есть, реально есть. Я думаю, что их единицы. Ну, как правило, из личного опыта у кого-то, это как правило, только из личного опыта. Да. Все, кто что-то говорит там позитивное там, про представителей Кавказа, это все исключительно на личном опыте. Когда нет личного опыта, ну, ты знаешь, я их могу понять отчасти, но это, конечно, очень стрёмно, но, допустим, когда я бывал первые разы в Москве, и когда там вот, я, допустим, другу говорю, что, наверное, если бы я вырос в Москве, я бы тоже был нациком. Ну, то есть, именно вот почему вот приезжают ребята наши вот, с Кавказа и ведут себя не так. Здесь же никто так себя не ведет, да? Никто не танцует на центральных площадях. Это не массово. Это не массово, да. Ну, я понимаю, но это же просто сразу бросается это в глаза. бросается Нет, в глаза. раньше было более массово, чем сейчас. Я не исключаю, что, наверное, где-то и осетины себя очень ужасно ведут. Но 100%. опять-таки, это, знаешь, как, тут два подхода, да? Или мы пишем национальность всех людей, Ну да, это 100%. да? Или мы не пишем национальность никого. Просто вопрос, да, вот... Когда какое-то издание пишет, что вот представители кавказского этнического ПГ, кавказцы там вот сделали это, и это пишут, и когда ты им говоришь, вы говорите: а вы хотите нам запретить свободу слова, а когда в Осетии происходит там нападение на кого-то и указывают фамилию, которая похожа не на кавказскую фамилию, все говорят: ты нацист. Нет, никто тебе так не сказал, что ты нацист за фамилию. Называй фамилию, ради И бога. наоборот, постоянно... Не мне сказали, тому, кто назвал человек, там в комментариях написали: а зачем ты национальность сюда привязываешь, а зачем ты вот фамилию? Не, национальность, да, но фамилию почему не назвать? Ради бога, фамилию. Ну, Не, фамилию вообще, назвал мой один По товарищ, закону там его СМИ нельзя чуть нам не называть, съели. да? Нам наоборот постоянно, когда мы какие-нибудь сфотки МВД что-нибудь публикуешь, постоянно претензия: почему вы не пишете фамилии, почему? А вот про них написали, вот про них почему не пишете? И такой, ну, блин, это релиз МВД, я не могу у них вытащить информацию, если они не хотят давать, правильно? Да, кстати, очень удивительно, вспоминая Карцинский инцидент, да, очень удивительно, как фамилии осетинских ребят быстро оказались в сети, и там по ингушским пабликам их прям распространяли, а фамилии ингушских ребят, которые там участвовали, их нет. Как бы я не говорю, что их тоже надо публиковать, мне просто почему так быстро слили фамилии осетинских ребят, вот прям. Кто это был? И кто это был, да. Ну, я думаю, что там все проще, потому что, видимо, когда полицейские пришли к этим товарищам, они, ну, может, рассказали им об этом, как это бывает, когда вопрос, когда задают, и, видимо, в документах что-то было, эти просто взяли и перекинули своим, все. Ну, Я не думаю, что там вот в моменте я прям напрягся, что вот их имена, вот смотрите, вот такие их фотографии, давайте их найдем. Там несколько, кстати, адекватных ингушских телеграм-каналов об этом написали: а, ну вы что, хотите такую сатисфакцию устроить, типа, линчевать ребят, которые защищались, ну, как бы дальше куда пойдем? Ну, да. Вот. И вот, например, хорошо, наши паблики, инстаграм-паблики, они такие нехорошие, но вы обращали внимание, они указывают национальность? Я там, не читаю. не, ну в новостях вы когда-нибудь видели? Национальности. Преступник. Местно что-то происходит? Когда? Да. Да не бывает такого, я не замечал. Ну а вот вопрос, а почему московские паблики, они указывают национальность? Ну, потому все что там ксенофобы. это заходит. Я думаю, если бы это здесь заходило Писать нормально. русский язык Нет, я думаю- русского?
А? Сегодня русский избил соседа. Ну, Да не, в принципе, они могли бы так Кавказец писать, избил но соседа понимаешь, в Москве, да, как да, заходит. да. Ну, Не, подожди, играют на чувствах. а если там ростовчанка приехала распространять наркотики в Осетии? Напишут ростовчанка. Ну нет, Да, не такое напишут. бывало. Валь, Не, Не, писали, не нет, было. такое писали. Ну и такое ростовчанка писали. это не Не, национальность? ну а? да, ну, именно так и пишут, но это максимум, что могут Да, написать, как да. Да, я один просто... танцор, помнится, сказал, Не, я я просто скажу, Владикавказец. что да, мне неприятно будет от этой новости, там, вот если вот там будут писать национальность, да? Никому не может быть приятно, потому что по факту и ты, и я, и Заур, мы кавказцы. Как ни крути, может, если кому-то может не нравится, что он кавказец, но он кавказец. Потому что Ну, кому мы же живем на Кавказе, у него да? проблемы с самоидентификацией, Ну наверное, да, какие-то. не суть, да. Я к тому, что, ну, естественно, не нравится, когда, то есть, меня могут называть кавказцем, и именно с тем, как меня называют, у людей ассоциируется там преступность, что-то плохое, что-то негативное. Ну, Естественно, кстати, это может если с быть. другой стороны, если национальность не писать, то в Осетии очень много веселых новостей бывает про то, как житель Осетии организовал теракт, купил взрывчатку. Ну или да, ну прочее, по факту, что они прописаны здесь бывают. Ну эти да, я вот вопрос. Я представители. поэтому у меня нету как бы вот. Я в этом плане, наверное, за свободное регулирование. Пусть указывают национальность, пусть не указывают национальность. То есть, Ну, ты на понимаешь, у выбор нас, ну, как здесь местная, которая повестка, тут как-то попроще, наверное, с этим, нет? ну да, у нас нету какого-то национального вопроса в Осетии, кто бы как ни хотел привязать. Ну, у нас все нормально в этом плане. А в Москве, наверное, есть, учитывая, что туда просто все едут. Ну да. Наверное, Это как в любом большом городе. в какие-то принципе. трения возникают, да, ну. И надо же честно признать, что сейчас Москва стала таким центром притяжения, просто туда вот валят все, тотально. И не только там хорошие специалисты, а просто вот кто себе место не Потому что может там есть найти. работа. Ну да, там нет, в Осетии, наверное, тоже есть работа. Нет, смотри, просто, допустим, вот я не знаю, банально, прям вот уборщиком ты будешь получать там, как здесь какой-то крутой специалист. Согласен, но там ты будешь на жизнь тратить Ну очень да, там много. ты живешь восьмером в одной хате, да, и скидываешься на это, Да, как? заработал бабки, приехал сюда и устроил, заплатил за дождь. Нет, просто. уже нет этого. У меня как друг говорит, знаете, говорит, сам он в Москве живет, но говорит, меня говорит, радуют московские осетины, которые говорит, кушают говорит, хлеб из асбестовой пыли, говорят, ну, заработают свои говорит, 15 рублей, потом говорит, покупают хлеб из асбестовой пыли и говорит, коровьи жопки. А потом говорит, меня спрашивают, типа, а что там в Осетии делать? Да? Ну хотя бы это не есть, понимаешь? Вот. Ну, на самом деле, туда уезжают просто потому, что это уже стало инерцией. Ну, очень часто такое бывает, да, кстати. У меня еще не в последнее время, а я думаю, это всегда была такая история, потому что у меня очень много знакомых ребят, кто, допустим, после универ заканчивает и какое-то время не может найти работу, это нормально, в принципе. Да. Просто не все это понимают, и у них, ну, год-два я не нашел работу, это, все, жизнь заканчивается, надо что-то делать, и что делать? В первую очередь поехать в Москву, правильно? То есть, а у нас же еще почему не находят работу очень многие здесь? Не потому, что ее нет, а потому, что они мне платят не так, как не столько, сколько я заслуживаю, да, то есть там пойти начать с чего-то, у нас тоже очень многие не хотят. Возвращаясь к нашим информационным пабликам, Да. я скажу, что основную часть потребления информации из Осетии люди ну, в Москве. Москва это второй крупнейший осетинский город, получается, правильно? Не, ну это не не только, прям не крупнейший. только второй крупнейший, Да. это, я думаю, там. Ну да, по всей статистике, допустим, Вот у тебя в по том статистике сколько смотрят людей из Москвы? Ну, не прям крупнейшие, но бывают там до 25, иногда до 30%. Но это очень редко, но в основном где-то 15-20%. Зависит. Вот я, знаете, что заметила по статистике, да и вообще по всем наблюдениям. Вот люди, живущие за границей, из Осетии, неважно, осетина или другой национальности, и живущие там в Москве долгое время, да, вот их вообще не интересует политическая обстановка в Северной Осетии. Им бы посмотреть улочки, им выставишь да, да. фотографию какую-то, горы, вот где-то знакомое место. Они будут радоваться, Поностальгировать как, хочется. да, они Вот, будут радоваться, как дети. У меня другой, мне постоянно Алик, жители ты- Москвы ты пишут, всё время- Алика, вот того назначили, а вот этого. Я говорю, ты откуда там ты все Ну, так шаришь в Москве больше сидя? процент Да, да, интересуются, да. да. То есть вот они живут, например, вот в Америке туда, или вы в Европе Ну, в Америке, живете. да. И они вот радуются, когда им там вот Гаси эти фотографии выставляют кто-нибудь. Мы вот эти утро-вечер Не, ну, Михошка крутые исключительно фотографии делает. выставляем в Инстаграме, да, это вот чисто подписываем еще какими-то там цитатками из книг, да. Знаете как? инстаграмных времен. То есть, нет, но Добрый это вечер, подписчики. очень сильно заходит, и нам всегда вот даже пишут, мне говорят, слушайте, какие фотографии. Я не хочу никого Когда- обидеть, но Федосеева знали намного меньше до эры Инстаграма, по Да. факту. Ну, то есть, именно вот сейчас, со времен Инстаграма, вот у Федосеева имя
его знают прям вот Федосеев. Он в как Одноклассниках Ищенко. был, но просто не востребовано было это все. Зато Да, Михаила у него Олдова там Кавказ все огромная знали во прям. времена ЖЖ хорошо. Ну да, ЖЖ, да, своя тема Да. была. Вы знаете, когда я выставляю какие-нибудь свои фотографии природы, никто не верит, что это я. Да, ты, кстати, хорошо. очень Нет, ну хорошо. просто Фотогеничный, да, ты это такой, нет, фотогеничный такой. нет, я фотки когда с природы Это я вот выставляю. на фоне горы, да. Нет, я так никогда не делаю. Типа, а что это с ним там несколько... То есть я не похож на человека, который может красиво А тебя не снимать ждут природу. этого, тебя ждут, чтобы ты там наброс сделал там или еще что. Ну, я к тому, что многие уезжают в Москву, и при этом на самом деле они не погружаются в какой-то там московский информационный фон. Они живут в Осетии, Ну да. да, и в информационном фоне Осетии. Это мы говорим про Осетию. Ну, вот я, допустим, в Питере жил, я новости Питера знал только по работе. Ну, вот я там работал, Да. тоже в СМИ, да, как бы. А так они мне были вообще не Ты зато интересны. осетинские новости Да, смотрел. то есть я вот на регион заходил, Да. А почитать. теперь там, 20 зайди как-нибудь в навигатор Ютуба и в тренды. На 7-й позиции ты увидишь видео на таджикском, узбекском языке. Ха, ну, конечно. А у Понимаешь? них же недавно в метро они сделали эти указатели, у них там Да, тоже на глубокий узбекском, скандал. таджикском Вот у языке. меня в районе вокзалов сделали указатели на таджикском или узбекском, ну, откуда у них больше мигрантов. И за счет этого разгрузили реально линии метро. Ну, естественно, они адаптируются под эти. Это как в Америке, в городах, вот, где крупные китайские диаспоры, там прям дублирование Зато на ты видел, китайском языке. что в пабликах, в Мэше, в Базе и в прочих пабликах, ну, где комментарии открыты, творились под этими видео, ну, что вот в метро на узбекском написали, на таджикском. Там такая происходила вот прямо истерика, Ну, то да. есть узбеки, таджики работать на нас могут везде. Это, если честно, отдельно большая и очень долгая дискуссия, Да. потому что Не, ну это прям такие вот ярые ну, это холивары тема были. насколько старая, думаю. Это еще до нас с вами. Нет, я думаю, что нам... Тема мигрантов, их вот недавно был смотрел, сейчас в кино идет этот фильм «Вестсайдская история», да, это мюзикл, типа, через дела, не буду рассказывать, как я там оказался, но суть там же в чем? Там тоже вот мигранты, которые пуэрториканцы, точно так же, как некоторые наши, скажем так, в поисках лучшей жизни, кто-то у нас там в Москву, а не в Америку, и точно те же конфликты, то есть, а это 50-е, 60-е годы, Ну, по-моему. там всегда одни и То те есть, же конфликты. эти конфликты, я же говорю, они стали как мир, то есть. Ну, я не знаю, Осетия это тоже то место, куда очень много кто приезжает. Просто сюда они просто не Вась- приезжают в тех объемах, как туда. И то, смотри, вот у нас поднялся турпоток, Да. повысился. Да. И ты заметил, как часто стали появляться у нас именно от местных ребят высказывания, типа, что вы сюда едете, надоели, еще что-то, еще что-то. То есть, если, допустим, года 2 назад я это в комментах вообще нигде у себя не мог не увидеть, а сейчас какая-нибудь новость там про туристов, что-нибудь такое, в позитивном ключе, там про турпотоки, еще что-то, и там уже очень много, там порядка трети комментариев бывает именно негативной направленности, то есть именно критикуют то, что сюда люди приезжают, понимаешь? То есть им не нравится, что приезжают сюда из Москвы, там, из регионов России. То Да, есть, мне ну, это- нравится, я еще Нет, вчера... Да, конечно. Это ты и я, то есть люди, ну, понимаешь, по факту. мне не Когда нравится. отсюда наши ребята Ну, едут, это нюансы, понимаешь? отдыхать Тебя на не море. нравится почему-то, да? там Допустим, тоже не нравится, что кто-то в трусах там ходит. Вы думаете, шортики, они там все это будут? Нет, отдельно. я Конечно. скажу, что самое важное, почему мне не нравится, потому что для такого большого турпотока инфраструктура Осетии не готова и формируется очень не то впечатление, которое Но они хотелось бы от всё равно Осетии же сформировать. Другое, ну, это опять-таки, ну а кто это впечатление формирует? Даже если инфраструктуры нет, этими гидами на месте кто бывает? Наши с вами... Слушайте, ну Не я при этом обязательно, читаю, Мазаев. да, вообще из соседних республик, из Пятигорска, из Ставрополя Я приезжают, думаю, и это здесь отдельная такую... тема, Алик. Вчера почему я не знал, что такая тема здесь поднимется, мы вообще-то про Инстаграм говорили. Ну, мы А, Это смотрим, все в знаете, Инстаграме что было? обсуждается. А почему нету в Осетии путеводителя, вот, ну, не обязательно для туристов, да, даже для нас, да, вот какой-нибудь путеводитель, да, взять несколько авторов, да. который каждый напишет о каком-то месте там в Осетии, собрать это в одну книгу, это же будет Ты классно. знаешь, они Да, есть. есть. Ну, я не знаю. Они реально есть, то есть, допустим, я видел брошюрки какие-то, Ну, там, не брошюрки. там именно вот с тропами, прям Ну, наверное, Тропы это может быть, другое. качественного Честно, путеводителя нет. прям и прикольно сделано, вот знаешь, вот, которые бывают вкладыши там в отелях, типа, Да. где что поесть, а вот по типу такого, и вот Нет, куда такие что посетить, и там есть. именно маршрут, еще что, это прям прикольно было сделано, то, что сейчас эти экотропы у нас вводят потихоньку, Это да? бумаг- Нет, бумажный такой есть, формат. Мазай, я говорю Ну да, другой. маленькая такая брошюрка, Да, да. я То- говорю о другое другом дело, что формате. это он очень, как тебе сказать, он очень-очень локальный. Я не знаю, видимо, там проблемы с финансированием, еще что-то. То есть
он не такой, не масштабный. То есть об этом не знаем даже мы с тобой, там, допустим, да, не говоря уже о приезжих. Вот, я об этом да. и говорю. С этим проблема. Или вот как недавно было вот то, что наши инициативная группа какая-то, помнишь, переделали памятку дагестанскую, тоже попытались, помнишь? Эта девочка делать? делала. Да, было Ну, тоже, забавно. ну, получилось, при все, очень крутая инициатива, но получилось куца, потому что за основу была взята другая республика, немножко, давай будем признаем, немножко другой мир, да, по факту. Немножко. Да нет, почему? Я там... Ну, не, там была одна формулировка и все. Не, ну, Остальное допустим, против. чего-то, допустим, не так, допустим, вот там было указано про те же там юбки, шорты. Ну, у нас здесь нет такого прям острого негативного отношения, как написано в этой. Давай будем откровенны. Нет, там да? не было написано, что к вам будет остро, рекомендуется вот в такие-то Нет, ну, места там написано посещения. именно так, понимаешь? Написано именно как вот в исламских бывает республиках. Прям вот, ну, это именно это не рекомендация, это именно вот настоятельная рекомендация. То есть вариантов нет у тебя, да? То есть, Ну, я вам скажу, что, ну, я не знаю, я здесь вижу прям очень негативную реакцию, когда там на Реком, вот я... не, ну это, слушай, это отдельная история. Так, да. твой Реком, Реком. я на Даргавс. Так я про Даргавс там и написано, что вот на такие культовые места, пожалуйста, одевайте Там соответствующие. это должно быть указано. Вот знаешь, допустим, я был в. Это должно быть указано, но вот, Чечне, например, да. на администрацию Ингушетии одного из районов завели дело, потому что они сделали памятку, как людям стоит одеваться в этой местности, что вот так, пойдите туда, так. Ну и вот то есть, такой внешний вид у вас пусть будет, и чтобы у вас все было Так окей. это, опять-таки, это делается, допустим, вот я же говорю, вот был когда первый раз поехал в Грозный, вот, естественно, посетил вот эту мечеть посмотреть, да, вот, одна из главных достопримечательностей. И на входе, то есть там нет такого, ну, нельзя зайти только если там молитва, да, а так как, ну, ты можешь посмотреть, еще что-то. И, допустим, на входе, допустим, там, мужчинам говорят, что нужно снять там обувь, там, ну, всем говорят, естественно, там, женщинам выдают, то есть ты могла не знать, допустим, приехала, но если ты вот хочешь туда посетить, тебе, ну, как бы... Ну как в церковь, Есть хочешь условия, зайти, да, тебе дают. то есть точно так же, нет же проблемы, допустим, на Даргавсе выдать какие-то там эти повязочки, Я за, еще но- что-то. Это было бы круто, то есть как бы все в плюсе по факту. Я согласен, но даже когда такая инициатива высказывалась, да, там те люди, которые такую инициативу высказывали, их просто ели в комментариях. А почему она должна одевать юбку? Вот я Ну, хочу так это же. Там отдельная нет, история. если это Нет, музей, почему-то кто-то едут в Почему Арабские там Эмираты, нет никто правил? не возмущается. Да. Хорошо, ты говоришь, ну вот помнишь вот это, мы совсем от темы отошли, да? Сейчас вернемся, я сейчас верну, ты скажи, я Помнишь, верну. помнишь вот эту всем. историю, когда приехал какая-то фотографша, как Да, правильно говорить? не Просто надо как- эти как- феминизмы. Короче, фотограф приехал женского пола и... Да. Сейчас вообще не по-феминистически Ладно, получилось, ладно, да, ничего. да. Приехала и сняла вот этот... Голых девушек, да. Голых девушек, да. Да. В чем там была проблема? Алик, вот сейчас мне скажи, вот в чем там была проблема? Людей возмутило это. Почему? Хорошо, в чем проблема, когда люди на фоне храмов А фотографируются? это другое. Нету там тоже никакой проблемы, но я сейчас о Не, другом. для меня есть проблема. Подожди, Алик. Хорошо, там Да. есть что-то, хорошо, какое-то там строение, да, с полумесяцем. А может или это крестом. сакральное место? Нет, Зуар смотри, какой-то на фоне. допустим, вот Там я не было атеист ничего. максимальный, да, но я понимаю, что реально верующих людей, это реально тема оскорбляет. Не-не-не-не, мы сейчас Ну, то говорим есть, про... да, да. Алик, ты не туда сейчас увел. Я Я туда у тебя говорю. просто Для меня спросил. горы святые. Ну вот, Да, меня оскорбляют. Я- Знаешь, как этот... Не, я не могу понять. Во-первых, проблема в том, что вот как раз возвращаясь к теме информации, да, люди потеряли связь между личным и общественным. Да? Если ты делаешь какой-то фотоальбом для кого-то частный, да, ну делай так, это для частного лица. Если ты публикуешь в общественность какие-то вещи, будь готов к этой общественной Я так понял, что редакции. как раз таки вот о чем говорит Заур, он и был частным, просто Он не был частным. Она, Не-не-не. Она Не-не-не. все в Инстаграм просто закинула Нет, какие-то она, фотки, она, как она это. написала, что этой фотографии, она думает о том, чтобы эту фотографию сделать обложкой для туров в Осетию. Не, а ну, что там плохого? Нет, ну как обложка для тура в Осетию, я его понимаю, что в этом плохого, Что? да? Ну, в Осетию... Я не хочу, чтобы Осетия Сюда же посмотрели, не, как здесь как тебе сказать, не порно-туры сюда. А Ну, зачем не порно фотографии. там? Нет А вот ничего я про вижу порно. обнаженное Подожди, тело, у тебя ню, первая ассоциация ню. какая? Ню, я не хочу этого Ну, видеть. давай Я честно. не извращенец, ну Не, просто... не извращенец, но мы же по улице голыми не ходим, правильно? Никто не ходит голым по улице. Да. То есть Слушай. это одно. Если это просто, как говорит он, для себя, для личного пользы, да даже, естественно, было бы общественно где-то там, ну, Не, если это делается как частная То есть я инициатива, об где-то этом между никто вами, не да. знает,
Окей, это ваше, об этом никто не знает. Но когда вы это публикуете вот граница между частным и общественным Хорошо. она стерлась. А как ты относишься к искусству, Алик? Я по-разному. Есть искусство, которое мне нравится, есть, которое не нравится. Очень по-разному. Хорошо, есть такой художник Рубенс. Ну да. Есть такой художник Микеланджело. Есть Да. такой ну, короче, много их есть. Да. Да, очень, да. Есть там Вот да. мой любимый Роден, да. Они же, Обнаженные тела, да, окей. То есть это было красиво. Это безусловно красиво. Ну, вот, если приедет сюда фотограф Да. или просто фотограф, который сделает в этих горах какую-нибудь просто идеально красивую фотографию с голым телом. Я тебе объясняю, что есть итальянская культура, есть французская культура, да, есть остинская культура. Остинская культура не приемлет какие-то моменты. Дело не Это в том, окей. что она не приемлет, дело в том, что она не развивалась в то время, когда развивалась итальянская, французская и Ну, всё слушай, остальное. я думаю, что... Ну, по объективным причинам. Я думаю, что остинская культура... Ну да, когда всю элиту в 1937 году Да расстреляли, причем конечно, никто не 37 развивал. год, это был 17 век. Что 17 век? Я Рубенс? говорю об этом, да, вот в Ну, 17 веке. У нас развивалось что-то другое. Ну что? Ну, я думаю, что, конечно, мы отставали от Европы, причем существенно. Ну да. Ну, вот у нас такая культура развилась. Вот у японцев, например, живопись уровня Рубенса тоже не появилась. И что? Ну, там была своя другая, где тоже как бы не особо Я смущались. думаю, ты выходит, знаешь. в частности, Зауэр Да. говорит тебе о том, что и он хочет тебе сказать, и боится прямым текстом, что обнаженная натура тоже может быть прекрасным. И Да, как я бы не спорю, она стыдным и прекрасная, прочее, я да? просто говорю, что есть... А он тебе пытается донести, ну, есть что... разница между искусством. Ты должен понимать, что есть в разница между Осетии, фотками ню, понимаешь? вот, это допустим, для Алика, и таких как Алик реально много. Ну, то есть нужно пытаться искать какой-то компромисс всегда. То есть, допустим, для меня, вот про эти фотки, то, что ты сказал, ну, я в этом не вижу ничего ужасного, да. Он видит, и если очень много таких, кто видит в этом что-то плохое, то их мнение нельзя не учитывать, их нельзя называть, ну, хочется, конечно, их называть там дремучими, еще какими-то, но это больше и большая часть жителей общества Нет, нашего, понимаешь, да. людям, которые так считают, им это внушили. Уверен, вот тебе Абсолютно. внушали. Подожди, культуру Мне нам уже ничего не внушили. внушишь. Культуру Нет, я имею в внушили. виду, тебе внушили, что это плохо, или ты это к этому сам Ну, пришел? я думаю, что я к этому сам пришел, но... Как ты к этому? Алик, ну подожди, смотри. Что, ну вот горы, я понимаю, святые места, Абу-Шахисан, Да. это все понятно. Но вот просто горы, Да. что? Ну, там не было людей поблизости. Хорошо. Не, а вдруг там были люди, мы же не знаем. В том-то и дело, что ты не знаешь. Ну, так я и говорю, если бы я Это не не знал про важно, эту это фотографию, не важно. она вышла в Это не общественное важно. Мы пространство. говорим исключительно о фотографии, Алик. Если бы я видел эту фотографию... Она где- отвратительная, я ничего не говорю. Она мне не понравилась, потому что она некрасивая просто. Да, могли Да. нормальных девушек Могу подобрать. сказать, да. Но этого не было. Ну и- Ну, просто по факту. Ну, по вот то, факту что девушка написала, я хочу этой фотографией иллюстрировать фототур в Осетию. Люди написали, а тут может, я тоже не согласен. ты Вот ничего с не этим я не хочешь? согласен, Ты да. больше ничего в этой жизни не хочешь? А давай это совокупляющихся Но, людей. опять-таки, в знаешь, горах. чем я не Там согласен? не было про Я не совокупление. согласен. А где граница? Знаешь, Где чем- граница? Художники совокупляющихся людей не рисовали? Знаешь, что рисовали? И что теперь? Кто? Ну, я думаю, что есть кто рисовал. Я сейчас кто? имена не вспомню. рисовал, Да, рисовали, пожалуйста. Не-не-не, Давай могу погуглим, сказать. Давай, Сейчас я сейчас мы загуглю. погуглим. Да, извини, что в мировой живописи я не... Нет, ну, что я наверное, люблю были. импрессионистов, где вот там Клод Моне там вот рисовал эти Нет, скала слушай. в Бель-Иль, понимаешь? Где граница классического? Люди Малевича не понимают. Начало 19 века, давай. Малевич определим начало, эту границу. Малевич начало 19 века. Не, на самом деле Малевича, вот, ну, люди не понимают, что черный квадрат не понимают. Да. А другие картины видео, они прикольные, реально. Так черный квадрат это вершина его творчества, вершина Ну, супрематизма, в принципе. Это Я, спорный, да, например, разговор. это не спорный, это предмет мирового искусства, понимаешь? Я, например, знаю, ну, я понимаю черный квадрат, я читал книгу Малевича, но сейчас А обвинять что всех ты в том, что... понимаешь? Ну, давай, мне просветите, наконец-то. Возвращаясь к Какого нашей нового? профессиональной теме, да, из туризма. У нас опять занесло в туризм, Да. что его стало слишком много в нашей республике. Ну, это Я не спорно. согласен. Это отдельная тема для Да. разговоров. да. Причем мы уже один подкаст Причем вам надо, посвящали. тебе и Батику сесть, и чтобы вы раз говорили об этом. Говорили, как же ты все хреново, что Ну, всегда а как? Не надо, чтобы было контрмнение. А? Контрмнение будет в комментариях. Не, у вас нормальные комментарии бывают, у вас там все свои, Али. Я что, YouTube купил, что ли? Не, ну вот возвращаясь к тому, что
вот проблема в том, что даже с этим туризмом люди приезжают в Осетию, но они остаются в своих пабликах информационных, да. И, к сожалению, например, если турист захочет что-то узнать об Осетии, Ничего не знает из этих то пабликов. подписавшись в наши паблики, он даже в контекст не попадет. Он просто вот увидит вот это. Вот обратите внимание, да, ЧП Владикавказ, ЧП Нальчик, ЧП Москва, ЧП. Почему ЧП, кстати? Может мне кто-нибудь Ну, ответить? завирусился эта какой-то тема момент стала такая. популярной пабликой, все стали. А знаешь почему? А ты не помнишь дежурная часть Да, новостей? вот это я помню, да. Ну, Я- потому что- Так они, связь смотри, где? я тебе сейчас объясню. Изначально все эти паблики начинались с того, что там публиковались не все новости, реально не все, только вот чернуха, ДТП, вот весь этот негатив. Потому и называлось ЧП. Потом они поняли, что в какой-то момент бывают дни, когда там сильно проседает, то есть этой выкладки мало, нужно, чтобы лента не проседала, нужно брать другие новости. И в какой-то момент они просто стали брать все новости. То есть изначально ЧПшки какие-то оригинальные, они пошли именно от, потому что там реально вот такой контент был, только такой контент. И потом уже как-то со временем стали брать все, и ну, название ты же не будешь рэп-брендинг делать, да. И вот это то, что они стали брать все, с одной стороны Глупо негативно, а с другой стороны позитивно. Например, вот новости о деле Цкаева. Я понимаю, что писали это там строго ограниченная группа людей про новости Цкаева, но благодаря этим пабликам у нас в республике, несмотря на то, что у кого-то был расчет, что сейчас про это дело забудут все и тихо все как-то красиво организуют, да, журналисты писали новости про дело Цкаева, а эти все видео, они потом распространялись по всем пабликам. Если бы этих ЧП не было, они бы у нас их видели. Нет, вот люди, большинство Тут людей фишка. подписаны на трэш-контент, Это как и они раз- случайно с этим трэш-контентом получают иногда, правда, качественный Это контент. как раз который- таки вот та позитивная сторона, так как бы, то есть, грубо говоря, ты, если вы считаете это злом, да, ты с этим злом ничего не можешь сделать, Ну, я злом не считаю. ну, грубо говоря, да, то ну, ты можешь просто адаптироваться и использовать это. Ну, Да. то есть, ну как использовать? Ну, То есть, Зал Фарди зарегистрировал инсту. Только давно было. то есть я имею в сейчас виду, стал активно то есть, писать там. Не, ну, допустим, ты же понимаешь, что твои, в том числе, некоторые публикации, они появляются в этих же пабликах. Все публикации появляются Ну в да, этих то есть пабликах. точно так же, да. Мне часто И прилетает. то есть, по факту, твои публикации, сколько у тебя охват на твоем телеге, в твоей телеге? 4,5. Ну, 4 это подписчиков, но охват там 1020 максимум, да, бывает? Или сколько? Наверное, не знаю. Вот, а за счет вот этих пабликов у тебя охват вырастает там кратно. Ну, не в телеге же. Ну, вы Какая разница, у меня какая разница, я имею в виду не в телеге. Для В большинства, принципе, нет, охват. для большинства мы все не существуем. Это да, я имею в виду, То есть мы не Твоя- успеваем опубликовать, минута не проходит. Иногда Наш меньше, текст уже висит в этом ЧП. Иногда или меньше, еще в да. каком-нибудь... Да, паблике. Это вещает голос боли журналистов. Да, Ну, да, то есть вот это правда, Заур, это паразиты, мы их вот среди своей журналистской среде так и называем, паразитирующие на нашей работе. Я просто здесь уже как-то с кем-то кричала нечеловеческим голосом, потому что, слушай, друг, ты платишь этим людям, корреспондент идет, морозит себе Задницу. задницу, стоит на суде. да, стоит, отрабатывает, то есть получает эксклюзив. Мы, чем мы, собственно, между собой конкурируем, да, то есть этими эксклюзивными материалами. Ты берешь 5 минут, да какой, минута не проходит, и уже это все есть там, понимаешь? И никому не интересно. Крылья это сделали, Осньюз это сделали. Это было в Инстаграме. Да, это было Так в говорят, Инстаграме. да. ну, смотри, есть вот негатив, но это он, допустим, для нас, наверное, для профессионалов в журналистике. А если взять, для меня негатив, как для обывателя, это то, о чем я сказал раньше, что информация вообще никак не фильтруется. Не к тому, что они должны как-то ограничивать свободу слова и прочее, а к тому, что очень часто, я думаю, вы тут согласитесь, появляется непроверенная информация. Та информация, которая, допустим, в СМИ никогда в жизни не вышла бы. И это именно вот Ну, очень часто идет в негатив, причем в самой республике. То есть там, то есть мне бывает в какой-то момент вот Ауре обидно там за эти эксклюзивы, да. Мне больше было обидно, когда мы запускали Осетия News, и мы именно такие, типа, мы хотим делать позитивный образ Осетии. То есть мы знали, допустим, Инстаграм это глобальная площадка, кто-то будет там Осетию, ну, там мы мыслили идеальными категориями, да, кто-то будет искать Осетию, заходить, видеть наши новости, и вот там у нас все прекрасно, ну, грубо говоря, ну, не как Первый канал, но, то есть хорошее, акцентироваться на Да. хорошем. Понятно, есть вещи, о которых нельзя промолчать, и ты будешь о них говорить, но именно с акцентом на позитивно хорошее. А появляются вот эти паблики, это моя главная к ним претензия, что публикуют вот
весь мусор, вот все, вот как Мне еще знаешь, канализация. какие нравятся новости в этих пабликах? Такого-то, такого-то блогера затравили за то-то, то-то, то-то. Я думаю, как затравили, что там такое? Ну, было в комментариях много негативного, много негатива в комментариях. Офигеть, так у нас всех затравили тогда. Там можно ходить и плакать просто, меня затравили. Вот Я эти- помню, ты писал там про блогера, которого волосы, да, перекрасил. Ну да, ну все, его затравили по-братски, по-братски. Я тогда могу вот просто написать, затравили. Это отдельная история. И, кстати, вот то, Под что... моим видео с моим этим, То, что, допустим, где вот- я этот прививку сделал, вообще ады. Я же не пишу, что меня затравили. Очень У часто меня бывает... рекорд, извини, Мазаев. У меня рекорд, помнишь, когда перед коронавирусным митингом все как какие-то видосы пытались записывать, чтобы людей остановить, да? И вот я один из таких записал, и, по-моему, ЧП туда к себе закинул. Там было 380 комментариев, и все 380 проклятия. Меня затравили, значит. Зар, у меня под видео, где я делаю прививку, на моей странице было 1500 комментариев, из них которых я 600 удалил. Потому что, не, такие комментарии оставил, типа, когда там твои похороны будем отмечать, там, или что-то, да, ну, это еще весело, да, но там прямо были вот жесткие. Вот проблема, ну вот комментарии, это отдельная проблема, именно комментарии, потому что, допустим, очень часто к нам поступает просьбы, типа, очень, ну, более понимающие такие, закройте комментарии, я такой, с какой стати, да? А очень часто, типа, удалите публикацию, и наезжают, и еще, и ты такой, мы этого не писали, как не писали? Заходишь, а там в комментариях разогнали что-то, что им не нравится, а они претензию предъявляют мне, то есть я им объясняю, я не могу мнение людей контролировать. Я говорю, максимум я захожу, удаляю мат, но мат мы реально удаляем, да, ну, то есть, и прям какие-то прям вот гнусные оскорбления, да, а вот, ну, если люди там как-то высказывают точку зрения, которая тебе не нравится или тебя критикуют, ну, я же не могу их фильтровать. Я написал по факту, я говорю, в моей новости что-то не так, нет, у вас все так, а вот в комментариях я говорю, ну, ко мне какая претензия? Нет, тут еще, знаешь, какой момент? Бывает еще веселее, что, ну, мы делаем там контент, ну, там, в Телеграме, да, но поскольку этот контент потом появляется в Инстаграме, у определенной группы людей сформировалось мнение, что все эти Инстаграмы также принадлежат нам, понимаешь, да? Это, И кстати, типа, отдельная да, они история. все, это твои 100%, они забирают новости у вас, и, ну, забирают, это твои, и, ну, скажи им, чтобы убрали. Я говорю, что я не знаю, кто это вообще, что я там скажу. Нет, самый мерзкий, самый вопиющий случай с комментами в Инстаграме, вот буквально несколько дней назад я наткнулся на наше старое видео, которое мы здесь записывали. Это после Беслана было, да? Второй годовщины, по-моему, 17-й, нет, 16-й годовщины, да? Когда вот эта история, помнишь, когда Оля Алинова написала книгу, Да, помню. и попросила, ну, вот эти деньги собиралась перевести, ну, не собиралась, она так и сделала, да, перевести матерям Беслана Да. на это. Они же передумали открывать счет после комментов. Да, там просто такие... Ну, Да. И вот это для меня вот самый вопиющий, самый... Слушай, я еще Когда их помню. упрекали по вот этой теме. Упрекали, это ты еще мягко Не, у нас сказал. вот есть вот проблема. Для меня другой вопиющий случай. Я не помню, когда это было, лет 5 назад, в Валаамский монастырь. Они то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграме вели страничку. И там что-то, ну вот, опубликовали абсолютно мило, там, монашки, что-то там, храм. И там в комментариях такую гадость про девушек рассказывают. Вот правильно, про девочек, да, этих... Реально ангелочки, да, там, которые с детьми возятся, ну, святые люди. Про них такие гадости в комментариях писали, что, ну, они там, по-моему, удалили, да, что ли, в Инстаграме, или это, я не помню, где это было. А ты И- говоришь, мнение высказывают. Это, Это- не мнение, да, Базаев. нет, ну, Но я не я про хочу всех. для всей аудитории, тех, кто нас смотрит, объяснить ситуацию, что из этого не надо делать вывод, что Осетия накачана негативными людьми. На самом деле 95% людей в Инстаграме вообще ничего не комментируют. Они даже не лайкают. Ко мне один такой подписчик подошел, сказал, я, говорит, тебя никогда не лайкал. Я такой, а почему? Он такой, а можешь мне объяснить смысл вот этого действия? Ну, тоже бессмысленная тупизна, да, вот просто нажать это сердечко. Ты продвигаешь мое видео. То есть он выразил солидарность. Вот да. то было интересно, то. Я понял, что комментарии пишут обычно, ну, скажем, Да, вот такие. не социально, ну, как сказать, не совсем, то есть среди тех, кто пишет много комментариев, очень много психически нестабильных людей. Люди, лишенные критического мышления. Да, и они могут так в одной ветке раскачать. Ты Это знаешь, что? что делаешь, да?
Вот комментарии будут под этим видео, да? Да. Тебе хана. Не, Если это видео я же- Ты попадет в только что их Инстаграм, оскорбил. не, я А же, я его закину. Вы к этому привыкли, да, что вас вот проклинают и все. сейчас мама это видео смотрит в таких расстроенных чувствах, да. Мы уже привыкли к этому, ну, более или менее восприимчиво, да, мы понимаем, что это делают одни и те же люди. Вот в том же ЧП когда-то несколько лет назад появилось видео, как в магазин врывается, вот в общем продавщица, ее родственница какая-то, я не знаю, кем она Да. находилась, врывается туда, начинает ее там избивать. И вот эти запись видеокамер сливают, в ЧП пишут. Естественно, кто-то ее узнал, там начинается вот это вот, я знаю, это ее рост, это ее там того-сего, там, это она там мужу изменяла, ты пришла, ее избила. Ну, в общем, А мне смысл звонят. выкладывать был? Ну вот, какой смысл Ну, ЧП. выкладывать какую-то Они вот, выкладывают да, все такое, частную я же говорю. разборку, да, семейную. Просмотры хорошие. Просмотры были, где просто Огромные. зашкаливали. Мне звонят знакомые, говорят: Лаура, пожалуйста, вы же друг друга, журналисты, все знаете. Вот, это вообще пожалуйста, отдельная попроси, история, да. говорит, вот в ЧП, чтобы удалили. Там, говорит, девочка, которую вот избивали, она, говорит, уже просто в петлю лезет. Да, кстати, потому вот что, это большой да, вопрос. потому что она совершенно уже вот, ну, я, говорит, опозорена, она на работу не входит, на улицу не входит, у нее дети. Я говорю: ребят, вы понимаете, что я даже знать не знаю, кто это ЧП, откуда. Как ты не знаешь? Ты по-любому знаешь. Да, Пацан. во-первых, они не журналисты, мне это обидно. Надо, говорю, писать им, пишите заявление в полицию. Почему вы минуете полицию, когда они могут совершенно спокойно вот, ну, с этим разобраться? А все эти видео сливают люди. Люди, абсолютно. Да, то есть, когда, Ну, давайте когда людей вы не видеть не упрекаете... будем, а то контента лишимся. Когда ты упрекаешь ЧП не за дикофа, их есть за что, наверное, упрекать, но ты должен понимать, что вот этот контент, который, допустим, не в СМИ появляется, они не сами его делают. Ну, естественно, Им его скидывают. скидывают. То есть, Ну, зачем люди скидывают это, да? Вот, ну ладно, Йока У сама, людей есть- это даже поржать, да, можно. Это прям реально эпик фейл. А ну, есть видосы, которые, ну, не стоило бы, наверное, там сливать, там еще что-то. Тут вот большая предлагают дилемма. деньги за это. Ну, это Мэш, За что? это Мэш первый Не, это начали. фишка Life Мэша. News. Не, Первый, их за кто это начал трудно делать, это судить. Габрилянов, Life News. Их за это нельзя да, судить. оправданно было. Я никогда не публиковал в Осетии, в телеге, да, видео, где, не очень умная девушка на камеру что-то говорит, а потом у всей Осетии Её все подгорает. трогают, Да. мы точно Она всегда входили. говорила, на мой взгляд, абсолютно глупые и страшные вещи. То есть и это не один, таких историй много было, да. Но я стараюсь эту тему не выкладывать, да, там. Потом появляются извинения, поскольку там травят, да. Вот тут очень большая проблема. Вот люди обижаются, меня затравили, да. Но окей, но ты вышла в общественное пространство, да. Вот люди просто не совсем понимают, что такое их Инстаграм, да. То есть я понимаю, когда бывает там у девушки закрытый какой-то паблик, где сидят люди и вот это слили куда-то. Ну, это одна сторона. Но когда у тебя там десятки тысяч подписчиков, и тебя это устраивает, но потом ты выдаешь свое мнение, и это людей не устроило, тебя затравили. Есть люди, я не знаю, кем надо быть, да, чтобы там писать угрозу убийством. Ну, это дурак. Да? Это так. Но очень часто бывает, когда парню или девушке, какому-то там тиктокеру абсолютно обоснованно в комментариях, даже без использования мата, но в жесткой форме объяснили, почему люди недовольны. И вот человека с этого подгорает. Вот проблема, что стерлась грань между общественным и личным. И вот не все это чувствуют. новая реальность. Да, не все это чувствуют. И из-за этого вот у нас вот эти случаи, вот эти там извинения, вот можно как-то российские школьники быстро поняли, что можно фигню сделать, а потом извиниться перед Кадыровым. Они прямо форсили эту тему. Когда это там был какой-то типа тролль или да? Да, они сразу снимали видео с гадостью, да, и сразу же извинялись, как бы, да. И вот эти извинения, они же, это же не извинения, это дичь какая-то уже, да, они не работают. В любые извинения в интернете это дичь. Кстати, нет, Видео извинения. развивая эту тему, вот в Америке Они сейчас никогда не популярно, бывают искренними. но я думаю, докатится и до России, а потом и до Осетии, наверное, культура отмены, то что. Мы про это целый Так они подкаст недавно снимали. говорили Я об этом. за Ну, культуру отмены. Она тоже офигенная. странно, смотри, допустим, возможно, как правило, да, допустим, возьми пример Джонни Деппа. Да, Его отовсюду там поснимали, а потом суд его полностью оправдал. да. Насколько оправдано было вот это, то что по факту он потерпел какие-то там убытки. Полностью еще что-то, согласен. еще В что-то. смысле, То есть, а почему эта культура отмены появляется?
Точно так же. Вот закинули кто-то что-то закинул. Я с тобой И в согласен. комментариях тонны негатива, и все. И что? Ну, Ну, ничего очень я с банально, тобой как согласен, но составляющая, это вот Запад, да, это как бы вот форвард нашего мира. Ну, нет, да? это в плане медиа 100%. Да, это форвард нашего мира. На Западе Даже сейчас Запад, я бы активно сказал, США травят людей традиционных взглядов, которые не проявляют новую этику, которые не проявляют марксистско-левацкую модель культурную, да, Да, их то- травят. Да. Их все травят. Ну, их травят. Ну, окей, в эту игру может играть не только западный мир, но и наш мир. А мы будем травить других. Ну, вы же даете нам эту модель. Ну, то есть это на самом деле ничего этого странного нет. Это новая форма остракизма. Да? То есть Ну да. есть большая проблема. Ты живешь в астинском обществе. Ты получаешь, впитываешь в себя блага астинского общества. Это вот взаимоподдержка очень высокая. Кто бы что ни говорил, я вообще всему в этой жизни обязан. Окей, вот этой дальше, хорошо. взаимоподдержка, какой-то уровень культуры, прочее. Потом ты вдруг решаешь, что твоя культура мерзкая, тупая, да, и начинаешь ее поливать грязью. Что значит поливать грязь? Не, я сейчас не про какой-то конкретный случай. Ну, я не про тебя. Да. Не, ну Я просто говорю, что- интересно. Не, ну когда вот правда говорят, что вот там астинская культура это дерьмо. Ну вот так прямо когда говорят. ну, Ну я правильно. такой, я сейчас Ну, именно да где-то утрирую. перед ним, Я как яркий говорится. случай имею в виду, да. Ну вот в Осетии все тупые. Я вот сюда приехал, здесь все крутые, а в Осетии Ну, все такое тупые. говорят тоже не от большого ума. Я знаешь. согласен, понимаешь? И работает нормальная реакция астракизма. Просто на Западе Суд это привело, Черепков, да? это привело к культуре отмены, а у нас это тот же самый астракизм. Потому что если ты хочешь выйти из какого-то общества, да, это не должен быть легкий выход. Например, сразу вспомню историю. Девочка, было видео, снимали видео, девочки подходили и спрашивали, там, вообще к разным людям, они подходили и спрашивали, хотите ли вы остаться в Осетии, хотите уехать. На самом деле очень интересный опрос. И там была одна девушка, она была в 11 классе, у нее была на майке Саша Грей, девушка из определенной индустрии, и написано «Love». Но принт не пошлый. То есть, если ты не знаком с этой индустрией, для тебя просто девушка с фотографией, с текстом да. «Любовь». И эту девушку спрашивают, ты хочешь остаться или уехать в Осетию? Она говорит, Осетия для меня некомфортно. Мне она не подходит, поэтому я, скорее всего, закончу школу и уеду, потому что здесь мне трудно. Честно, искренне сказала. Что там понеслось? Ее сделали порноактрисой будущей. Не, да? гадости куча было. А хотя вот у этой девушки самая честная, уважительная позиция. И Ей здесь, обоснованная, да? ей здесь не нравится, не подходит, она уезжает. Да? Претензии должны быть тому человеку, которому вот мне ваше не нравится, я буду здесь сидеть и вам доказывать, что вы мудаки, понимаешь? А девушка честно сказала, мне ваше общество не подходит, я перейду в другое. Людей это даже не Проблема задевает, еще- ты же понимаешь. проблема с Людям не формированием- нравится, когда им говорят, что... Да, даже, то есть она же даже не сказала, что мы плохие. Просто ей не нравится. То есть, да, мы можем быть идеальны, но идеал не всем нравится, да, грубо говоря. Тут еще проблема с формированием вот это, то, что сказал, наша. Она же разная, то есть для Да. каждого своя. Ну, то есть нету чего-то общего в любом случае. Безусловно, это прекрасно, Даже что в ничего таком якобы общего. монолитном астинском. Оно не нету монолитно. Это, То есть, что приемлемо для одного, то может быть неприемлемо для другого. И это то, и те, и другие будут осетинами, и членами осетинского общества. согласен. То есть Почему что? тогда для всех приемлемо вот эти разгоны срачей в этих пабликах? Ты же понимаешь, по той а же почему самой они причине. продолжаются? Потому что они очень популярны. Если бы хейтили, сами паблики за то, что они Не, паблики хейтят, там, в смысле, админы вспоминают все, что можно, все это его бывает, колено. и при этом и вот такой, да я тебя, и при этом 100 тысяч просмотров, там это не хейт. Не, ну тут есть, во-первых, вот проблема, опять же, что есть проблема между личным и общественным пространством. Вот в личном пространстве, когда ты с человеком беседуешь, вот мне этим и не нравится западное общество современное, да, что, например, вскрыли переписку какого-то тренера, где он пошутил российскую шутку. Он в личной переписке с человеком делать, что пошутил, угодно, да хоть что Которого хочешь миллион делать, лет да. знает. Вот. И главное, никто из его друзей черных на это не обиделся. Вот прикол, в личном пространстве, да вы материтесь, говорите, грязно говорите, это ваше личное пространство, и, люди должны понять, что у человека есть право на это личное пространство. Но как только вы выходите в комментарии, в публичном паблике и пишете там, лютую грязь, да, причем я часто видел, что комментарии пишут такие люди, а потом в жизни встречаешь милейший человек, вежливый. Это тебе очень везет, что ты кого-то встречаешь. Как правило, вседозволенность в Инстаграме, кто пишет прям эту лютую, как ты говоришь, хрень. Ну или звонит.
Звони. Именно те, кто пишет все-таки комменты, эти, как правило, это ноунеймы бывают. То Нет, есть там, часто- ну не ноунеймы, но ты как минимум ты не можешь идентифицировать Слушай, человека. когда ноунейм Очень пишет, часто. ну там призыв к массовым убийствам, да, я еще понимаю, но когда человек за своей личной страницы пишет, вот надо всех там вырезать, я сижу и думаю, блин, ну, парень, ты зачем себе вот сейчас проблемы на ровном месте устроил? То есть вот вообще фильтра нет в голове. Ну, а вам не кажется, что все вот эти комменты, все вот эти посты, о которых вы говорите, они просто от того, что вот у нас сформировалась такая прослойка людей, причем большая прослойка, которая не может, вот как Лаура сказала, и как я тоже об этом всегда говорю, которая просто не может критически мыслить, которая не может даже чуть-чуть задуматься о том, а вдруг меня обманывают, да? Это же нормально. Не, Нет, ты не понимаешь, я тоже могу- почему СМИ называли, сейчас, наверное, меньше, но по факту четвертая власть. Почему? Потому что таких В России людей, это вообще не работает. потому что, ну, Никогда. в идеальном случае, потому что таких людей очень много. И почему реально СМИ называют четвертой властью? Потому что за таких людей они могли формировать мнение. То есть человек почитал, ему показалось максимально достоверным, он теперь точно так Есть же очень думает. крутая Эти лекция антиваксеры и у прочее. этого. Есть очень крутая лекция у Сергея Гуриева, она называется «Информационной автократией». Вот прямо вот об этом, что мы говорим, только на левел чуть повыше, чем наша дискуссия. Можно вот вернуть обратно, вот, Алик, ты говорил в личном пространстве, я не буду называть фамилию, да, одного из министров, чью личную переписку, точнее аудиосообщение также слили, где она говорила о ЗК, и я считаю, что это было вот, ну, она же это кому-то говорила из своих. Да. Как это вообще попало в посторонние руки, и притом после этого это было опубликовано с таким посылом, что вот министр, она в конце концов обсуждала не государственные проблемы, она обсуждала свои личные какие-то вот родственные отношения, там, какую-то конкретную ситуацию. Для чего нужно было делать из нее вот, ну, мальчика для битья? Вот есть... Я сейчас, наверное, вообще цель этого подкаста, наверное, вот это бы сказать, что есть цифровая гигиена. И у нас люди про нее забыли. Люди забывают, что Инстаграм, Фейсбук не удаляют вообще ничего. Ваши комментарии, которые Спорно. там... А? Спорно. Почему спорно? Фейсбук? Расскажи это Трампу. Нет, он не об этом. Я говорю, что данные никогда не удаляются, что сейчас очень много компаний, которые, например, заказывают людям, например, нанимают на работу человека и через соцсети шерстят. Вообще все комментарии и прочее. Если в этих комментариях есть какой-то hate speech, человек может лишиться, ну, не Вчерашний твой коммент, Алик. Какой? Вчерашний твой коммент у меня под постом, где два представителя Мегафона и Йоты пришли. Ты не почитал? Не, я не почитал. Они честно. пришли к тебе и спрашивали, спрашивали у тебя, какие проблемы с этим, со связью. Я не увидел. А что, они грубо спрашивали? Нет, они хотели тебе помочь. Я к тому, что надо до людей, наверное, и это задача в первую очередь журналистов, донести некую цифровую гигиену. Я не говорю, трудно требовать от людей быть приличными. Да? Я, кстати, в комментариях, я и сам, например, могу понимать, что ты в комментариях сильно разгоняешься, потому что у тебя нет личного контакта с человеком, личный контакт всегда сдерживает от каких-то эмоций, и ты можешь разогнаться. Я думаю, что... Меня даже это сдерживает, Вот. ты знаешь, я всегда стараюсь держаться. Но, не, да, ты тот еще... Не, я не хамлю никогда. Не хамить, но пожестить ты любил. Не, ну то Вот. Я к тому, что есть цифровая гигиена. И, наверное, надо, это страшно, но надо объяснять, что если ты говоришь какие-то вот вещи, да, там, ну, прям очень, если ты хочешь вот очень страшную, неприемлемую шутку, напиши ее текстом, а не записывай аудио, да. Если ты хочешь кому-то отправить свое фото, где ты не в самом приличном виде, ну, может быть, ты там девушка, слушай, кстати, в Дагестане несколько случаев было, девушка подруге отправляла, она в примерочной фотографировалась, отправляла как что, ну, вот. Ну, понятно. У другой девушки взял да. телефон какой-то там Абу Бандит, и в смысле это видео как вот разошлось, и там девушка чуть с собой не покончила, Ну, понимаешь? да, Там, если вы делаете, не фотографируйте видео свое лицо, понимаешь? Ну, то есть вот есть цифровая гигиена, как защитить себя от этого от Это больше гиперинформационного это, наверное, мира. цифровая грамотность. Цифровая гигиена это больше про то, чтобы
люди как-то себя контролировали, наверное. Ну, так я говорю, тут же тоже нужен контроль, да, люди, которые вот, когда вы фотографируете, делаете фотографии в свой телефон, чаще всего у вас телефон подключен к облаку, эти фотографии попадают туда, часто люди делают мисклик, отправляют в сторис, вот вообще не то фото, которое должно было быть, да, ну, Слушай, от этого даже звезды Голливуда не застрахованы. ну да, я об этом и говорю, что надо, ну, в смысле, звезда Голливуда не повесится потом из-за такого фото, а на Кавказе это может привести к очень трагичным последствиям. И опять же, надо четко разделять личную жизнь и общественное пространство. Если человек в своей личной жизни делает какие-то вещи, да, которые там тебе, это его личная жизнь, да, он это не выносит, там, ходит человек дома голый, ну ходит, блин, да, там, но если он вышел, вот тогда у тебя возникает вопрос. Ты же понимаешь, тут проблема не в людях, которые делают эти мисклики, не в людях, которые делают там фотки, не люди, которые в плане цифровой, это они неграмотные, да. Это же не их проблема, а проблема в людях, которые вот увидев это, Которым начинают это это нравится. расшаривать. Вообще не согласен. Ну нет, Не, зачем, смотри, вот ты расшаривать да, привел расшаривать пример. да. Вот зачем скидывать какую-то там фотку, вот случайно там откуда-то переслал себе, потом ты скидываешь там, видимо, там пацанам, потом в паблике и девочку довел до самоубийства. Зачем? Может быть так, Это человек хотел обсудить эту гнусную новость со своим другом. А в чем гнусная новость, что она там в примерочной выбирает себе лифчик? Не, сам факт обсуждения этого Ну, это то есть, ты гнусный понимаешь, момент. я имею в виду, что в первую очередь проблема в гнусных людях. У нас не задумываются о последствиях. последствиях. Это же которые это может. вот это от кого-то Вот начинается, вы пришли правильно? к тому, что журналисты, собственно, извините за грубость, фильтруют базар, а вот все вот эти все паблики тупо... Ну это то, о чем я сказал, сам. Это, ну, Да. это вот, Но допустим, есть другая Теперь проблема. другой вопрос, как с этим бороться, и вас надо ли вообще, раздражает или просто нам надо про- смириться. Как и- ты будешь с этим бороться? Вообще Никак. в Америке, с учетом того, что, допустим, Инстаграм, Фейсбук это именно американские соцсети, там очень строго с интеллектуальной собственностью. Очень строго. И на самом деле, если задаться целью, закрыть эти паблики можно в течение месяца. Реально. То есть, если реально задать, я изучал эту тему. Слушай, было бы В хорошо. свое время, когда у меня, как у Ауры, тоже, у меня тоже этот этап проходил, у меня прям жестко бомбило, потому что наши... Причем, ну, они же это сейчас там хоть в конце подписывают, да, а раньше даже вот, вообще даже переписки не было. Мы в тексте стали несколько раз упоминание Осетии Ньюс делать, что типа, как сообщили Осетии Ньюс, хотя, думаю, я дебил, так людям понятно, что они нам сообщили, но 3 раза в текст, они удаляли из текста это, то есть специально, целенаправленно, то есть это было, и раньше это было прям такое вредительство. Со временем они хоть это ссылки на тебя стали оставлять, да? Но с другой стороны, например, эти паблики часто распространяют те новости, которые бы в СМИ, Вот. скорее всего, не так бы появились. зашли бы. Да нет, вот есть новости, которые не например? появились бы в СМИ. Кто-то сломал где-то скамейку. Нет, почему? Слушай, я, например, очень эти паблики в свое время вот опять с Каевой, с делом Георгия Гуева, со многими делами они ну прям активно публиковали. Смотри, Алик, насчет точно Скайва так же и мы их всего публиковали. остального. Смотри, ты понимаешь, нишу пабликов, допустим, если вот что-то случилось, Да. они исчезли, займут те же СМИ. И они по факту будут теми же пабликами, но уже с Качество. более качественной подачей, что ли. Ну, тут знаешь, Кто, ну, какие-то СМИ у нас, я думаю, что нет. какие-то СМИ Я у нас думаю, не писали про Цкаева. То есть кто-то не делает это оригинально, да, допустим. Но мы, допустим, если сами не бывали на суде, мы со ссылкой там на основу, в основном там на крылья, мы об этом писали. То есть не было такого, какие-то у нас реально СМИ не писали, что ли, об этих делах. 15 регионов. А что, По-моему, не писал. А от Скайве 15 Не, регионов? по-моему, писал. Ну, я Их там не было. я там ну, лет, ладно. лет 15 Нет, у сайт- нас тоже иногда не бывало, но мы писали. На самом деле, если бы эти представители этих пабликов пришли бы на дело Цкаева, я думаю, там было бы гораздо больше людей, это был бы эффект бы больше. Что бы они там Ну, сделали? никто же не А да пришел. никого не Алик. пускают внутрь, какая Да разница? не внутрь, Алик, слушай, да никого не представители пускали внутрь, но пабликов. все там сидели, Ты вот, имеешь в виду вот, представители пабликов кого? Кто паблики содержит или кто читает? кто содержит паблик. А что бы они сделали? Чтобы качественный контент написали? Ну, хоть что-то Статью? пофоткали там, сказали бы. Не, Ну, а зачем им лучше это они будут нужно? репостить, Алик, если Алик, честно. а зачем им это нужно, когда мы все там есть, и они наготове, сидя в теплой где-нибудь в квартирке, девочка какая-то, Пока бедная Аленка Берет. на холоде. да, пока кто-нибудь факту. из нас бегает, оператор туда-сюда, всех нас пинают, всех нас выгоняют, нагло не запускают. Ну, сейчас есть коронавирус и пандемия, и, Причина. собственно, Да, да, причина. это причина.
Вообще, ну, вот как раз-таки многие реально люди не понимают, в чем мы сейчас с вами такие рассуждаем, там, жалуемся, да, а большинство людей не понимает, в чем разница, вот СМИ, паблик, какая разница, где эту информацию учат. это проблема, И многие не конечно. понимают, что, допустим, паблики не то чтобы там умышленно, еще как-то они не перепроверяют информацию, не подают, ну, то есть, допустим, как в журналистике правильно, допустим, ты пишешь о чем-то, ты именно обязан подать вторую сторону, ее мнение. То есть ты не должен подавать информацию однобоко. Но этим грешат не только паблики, блогеры разные, то есть мы не Да и должны... журналисты Нет, уже. Слушайте, некоторые, я к сожалению, я что-то не замечал, чтобы Соловьев или Киселев там какую-то вторую сторону давал. Если берем по канонам, допустим, вот у нас всегда бывает, в самом крайнем случае, когда ты понимаешь, что вторая сторона ни в какую, ты вот сделал все, что мог, чтобы связаться, ты пишешь, что вот он отказался от комментариев или там не вышел на связь, ты должен показать, что ты, ну, как бы со своей стороны все сделал для того, чтобы связаться с человеком, потому что это вот то, что до этого приводил, ты пример с нашим соотечественником в Москве, которого обвинили в том, что девушку выкинул. Точно то же самое, понимаешь? Как оказалось, с ним было, найти его было очень просто, очень легко. Мы это сделали там меньше, чем за час. Ну тут претензии этих пабликам о СМИ, это СМИ Я про это федеральные вообще говорю, не стали да, то есть, проверять. а многие СМИ О, кавказец убил очередную жертву, Многие давайте СМИ дадим. перенимают вот эти лекала работы, упрощенные. Я понимаю, что иной раз, ты понимаешь, в чем я, иной раз ты полдня тратишь просто на то, чтобы подтвердить там какую-то там точку зрения, или чтобы ты дал человека, который там скажет, да, я согласен, я не согласен, и ты такой, у тебя вот жареная, готовая новость, она сейчас всем понравится, и ты ждешь и сидишь, день сидишь, иногда 2 сидишь, не даешь ее. А хотя хочется, да, и это в этом отличие журналиста от вот представителей там пабликов. Я их не упрекаю в этом, но просто блогеров, да. Ну, кстати, не все блогеры грешат, но многие работают все-таки по У меня иногда бывает, у меня часто бывает одно мнение. Да, Зал грешит этим, кстати, но ну как грешит? Он пишет именно от людей, которым максимально доверяют, которые не могут обмануть, да? То есть по факту, то есть чисто по меня канону, тоже, вот, кстати, чисто Вадим, по канону, ты- допустим, Это неправильно. да, чисто по канону это неправильно. неправильно, но да, бывают исключительные случаи, когда ты в своем источнике уверен настолько, что И ты ты можешь даже- эту информацию Ну, выдать. У меня, кстати, в один день это произошло. Что? Вот помнишь, когда переголосование было? Да, ты сказал, что будет переголосование. Нет, я сказал, что будет переголосование, то есть сказал источник, которому я от и до доверяю, потом в комментах полилось, что да, это не проверено, ну, как обычно, да. В итоге я оказался прав. Потом, когда было переголосование, и мне вот позвонил человек, источник, который там сидел и сказал, я точно знаю, Виталий Чельзиев голосовал против. На самом деле оказалось, нет, он не голосовал против, он голосовал за. Но он был уверен, понимаешь, ну как-то Ну, вот, и тут, всё это знаете, в один мы день. сейчас обсуждаем новости, но огромное количество того, что, вот, по крайней мере, даже я выдаю в паблик, это не новости, это мнение. И в Ну, мнении... ты выдаешь это, ты как блогер работаешь больше. Да, Зал ты работает можешь больше как дать блогер. себе- Я не могу выдать свое мнение, понимаешь? Потому Там что мы не, почему мы не можешь? работаем от Да, своего Ура имени. не может. Мы СМИ. Я могу сделать, можно Не, сделать там рубрику мнение Не, редактора. ну ты же там, можешь на своей странице в такое. Фейсбуке свое мнение На выдать. своей странице, Конечно, да, могу. конечно. Ну вот. Нет, я именно про... Ну, мы же всегда основное свое стараемся, поле допустим, деятельности. я же говорю, далеко ходить не надо. Когда начинался коронавирус, и это Рухшагот, это вот эта бабушка, которая умерла от коронавируса. Первая, которая... Да, и вот когда небезызвестная там нам всем пресс-служба главы истерики закатывала в этих группах, это не так, мы вас привлечем, да ради бога. То есть я Она тогда в белом тоже... пальто была. Да, я тогда тоже была уверена в своем источнике, причем на 100%, не 1, и не 2, и не 3. Просто тогда нужно было замолчать, что эта женщина умерла от коронавируса, это был первый случай. Вот еще одна проблема, почему вот паблики выигрывают, а СМИ проигрывают. Потому что часто СМИ выдает новость, и официальные органы власти начинают просто откровенно лгать, говорить, что это не так. И СМИ вынуждены говорить, ну вот официальный источник Ну, эти говорят так, да. да, или же ну, реально придерживает новость, в то время как паблики уже это Но нам же выдадут. никто не запрещает сказать, что официальные власти говорят вот это, между тем происходит на самом деле знаешь, картина вот ты знаешь, такая. когда ты вот сама не знаешь картину, ну вот ты получила такой факт, что-то происходит, но ты не знаешь, и тебе, ну, мы же тебя получаем обратную тебя прямо связь. пушат, да, что это не как раз так, таки это неправда, То, вы о чем я лжете. говорю, это когда мы даем две точки зрения. То есть у тебя есть информация, они не согласны, ты пишешь, вот
и поступило, об этом сообщили вот так, как мы делаем, допустим, в интернете распространение информации об этом, а вот эти вот с этим не согласны. Ну, собственно, вот как И с, все. То с есть прямой по-хорошему линией в идеале главы. так работает. Да. Когда не могли дозвониться. Да, то есть, причина банальная, просто Да. эта горячая линия была. ну, мы же перегружена. не проигнорировали тех людей, которые не смогли дозвониться там в течение дня, не смогли свой вопрос. Но зато после этого пресс-служба главы сказала о том, что да, действительно все вопросы будут переданы всем тем министерствам, ведомствам. Ну, по этому поводу же есть работа. Кстати, вот насчет комментаторов, да, я в очередной раз понял, опять же, У из того тебя же... я услышала девушку, которая, извини, что я тебя перебила, у тебя я услышала в стриме девушку, я не знаю, кто которая она, пыталась которая дозвониться. сказала, что прочитала в «Крыльях», что будет прямая линия главы, и вот сутки пыталась дозвониться, Да. и вот ей как-то даже стало как будто видно, что типа «Крылья» написали, Нет, вот, а вот мы ну, как-то ты- нет. ты И мы, слишком естественно- загоняешься. Нет, я к тому, что вот она действительно, почему если люди нам верят, что мы публикуем какие-то вещи, и они считают это авторитетным изданием, да, то почему нет? Мы слышим своих читателей, мы обратную Ты, связь кстати, получаем, и мы... не сталкиваешься с тем, вот то, что Алекс сказал, за счет чего выигрывают паблики, что из-за этого частично бывает недоверие именно к СМИ, потому что люди упрекают нас в вымалчивании какой-то информации. Вы знаете, когда Да. я понял, что Не вот сталкиваешься с таким? упреки Конечно. комментаторов это вообще ни о чем. В тот же день, в день переголосования, стало известно о том, что сняли, вернее, написал заявление о том, что он покидает должность руководителя фракции Тимур Артабаев. Вы читали комментарии? Молодец. Молодец! Вот мужчина! Ну, люди думают, что он против. То есть все проголосовал, решили, да. что он Ну, якобы проголосовал он, да, против. И- в знак то есть там протеста. даже не обсуждалось. Ну и вот тогда как бы вот ну, комментарии А как слышно. повела себя «Единая Россия»? Давайте скажем Не, прямо. а Они я- по сей день молчат. Не-не-не, я еще, У знаете, нее что есть хочу? выбор. Я еще, знаете, что хочу сказать? Вот очередной раз федеральная власть просто вот опрокинула местных депутатов, да, то есть их заставили вот прям переголосовать прям очень жестко по этому закону, а потом федеральный пообщавшись с населением, мы решили, что мы вот не будем вводить вот такие-то такие меры. И мне сейчас вот наши депутаты, они выглядят как кто вот после этого. То есть, ну, человек же должно проснуться, да, вы там офигели, то есть вот вы нас как идиотов выставили, да, и теперь сами отдали. И потом, не эти ли наши депутаты являются обратной связью с Москвой? Ну, типа, они же должны дать позитивный отзыв на этот законопроект или негативный? Да, но все регионы дали позитивный отзыв, но Володин сказал, что, ну, видя негативную реакцию, и вот в очередной раз нам показали, что федерализма в России нет, что вот эти парламенты, они, ну, ни о чем они нужны. Ну, Да. по факту, ну, к сожалению, это ни для кого не секрет, что региональные парламенты, это не только парламент Северной Осетии, они выполняют какую-то кнопочную, что ли, функцию. По факту. По-братски Госдума, типа. Ну да. Такой красивый этот Русик тот равил. Люди кнопки или как он там? Да, называется? Да, ну, то есть, Рус хорош когда на формулировке, да. ну, это самое яркое было, ну, допустим, мое самое глубокое возмущение было, когда 3 сентября делали, ну, признавали вообще российским как-то Днем воинской славы. Да. И как бы, Второй. ну слушай, я уверен, что именно третий. да. Все помнил. То да, есть я уверен, что, блин, вот все парламенты в стране проголосовали бы за и один бы против в Осетии. Я очень сомневаюсь, что их бы кто-то ругал. Слушай, ну я помню, как парламентарий... Ладно, приняли бы закон, но их бы, ну за что их ругали? Ну, это, да. это в нашей республике было. Но Это- они точно так же поддержали. Ну, слушай, Я помню, с нами очень долгие у них были... Я помню, как в конфликты, Фейсбуке да, из-за многие этого. парламентарии доказывали. Ну, тут надо отметить, что часто достается тем парламентариям, которые, ну, хоть как-то публично отстаивают свою позицию. Хотя, наверное, это неправильно, потому что другие парламентарии как не надо голосуют и тихо молчат, и Да, их да, вообще да. хорошо. А те, кто публично что-то пытается еще как-то отставить свою позицию, они выхватывают больше всего. А Ну, вот как вам нравится, когда вот мы что-то пишем, официально там проголосовали, ну, возьмем, да, вот, к примеру, там проголосовали, а потом вот мы разговариваем, да, в личной беседе с какими-нибудь депутатами там или чиновниками, и они говорят, да, это не для публикации, но я тебе расскажу вот так, вот так. Зачем мне эти знания, если я их не могу использовать в своем ресурсе? Нет, ну смотри, Лаур, Тебе я зачем сейчас вообще ему? не оправдываю этого депутата, но я вот писал, по-моему, у меня был даже пост об этом. А вот когда история с СИЗО была, СИЗО или тюрьмой была, да, здесь, я тогда понял, что я вообще нифига не знаю, и
от каких-то Крутой инсайдеров. пост был, крутой От пост каких-то был тогда, инсайдеров. Ни от кого. Я помню, когда вот я начинал работать с коммерсами, тогда мне вот понадобились вот эти все источники, да. И у меня они как-то вот сразу появлялись. Не факт, я их вообще не выдавал, да, я просто на основании их слов делал, как бы формировал свое мнение. То есть я знал все, что происходит. Сейчас я вообще не знаю. А ты не думал, почему инсайдов стало мало? Все боятся. Ну, а почему боятся? Да тогда Ну, то они есть мы тоже с тобой как бы никто это- никогда не выдавали их. Ну, то есть я в жизни ни одного своего Мы тоже инсайда не никогда выдал. не выдали. Ну, Нет, никогда такого тут- не Ну, было. нормальная журналистская меня- практика не выдавать У меня свои бывали инсайды жесткие сюда. споры, Нет, бывали сейчас этого конфликты. нет, понимаешь? я Потому скажу, что они сливают это, грубо говоря, возможно, я не прав, но ты сливаешь туда, где популярнее паблик, а у них нет такой Не, этики. а я По те- барабану. Не, я знаю, что скажу. Тут знаете, чем связано? Что власть перестала общаться с журналистами вообще. Ну, это... Да, то есть вот общение свелось на ноль. И из-за этого появились пространства слухов. Там, где люди не могут получить реальную информацию, ну, ни в одной другой стране мира телеграм-паблики не станут главным информационным источником, потому что там есть свободные СМИ, которые дают. А где, когда ты зажал все СМИ, когда редактора крупнейших изданий, зная какую-то тему, боятся ее давать, потому что ну, нас просто по беспределу засудят, они просто сливают это в какой-нибудь крупный телеграм-канал. Ты смотрела сериал был «Просто представь, что мы знаем»? Вот Что-то как раз- знакомое, Как нет. раз Кинопоиск сделали, как раз по теме вот этих телеграм-пабликов. И они показали вот ну, изнанку, скажем так, крупных именно федеральных телеграм-пабликов. По факту все эти за этими телеграм-пабликами стоят очень мощные влиятельные люди Уже из да. политики. Уже да. Да, изначально. Нет. Ну слушай, сделай, я нет, читал- Дали, не. ты как человек, который запускал свой этот паблик, скажи мне честно, вот насколько реально вот простому пацанчику, скажем так, типу с района или человеку со своим мнением сделать паблик-миллионник? Насколько Я это тебе реально? скажу. В современных реалиях. Нет. Раньше, допустим, когда я запускал Осетия News, мы запустили Осетия News, у нас именно были странички во всех социальных сетях. Просто так получилось, что стрельнул именно Инстаграм. Так-то у меня в начале, если взять, Инстаграм был только третий по аудитории, да, то есть он просто стрельнул мощно. И в начале аудитория, она росла сама, то есть я ни копейки не вложил в это. Сейчас сделать невозможно, 100-тысячник даже в Инсте без вливаний нереально. Ну смотри, понимаешь вот это? когда появлялся Телеграм, я помню, я начал делать свой Телеграм-канал, когда в Низыгоре было несколько тысяч подписчиков. Но тогда уже среди тусовки журналистов и пиарщиков в Москве, да, вот кто был подписан 3000, про этот канал говорили как нечто сокровенное, потому что он реально выдавал очень крутые инсайды, особенно по церковным делам. И вот в тот момент, если появляется новая соцсеть, и ты туда первый запрыгиваешь, то ты на паровозе вот Ну этих... да, да. И если ты, простой пацанчик с района, наверное, нет, он не Ну, знает, это как... так, утрированно. Но если специалист какой-то, да, который в теме, я, например, знаю, что несколько людей из крупных изданий, которые хорошо были в финансовой теме, они сделали свои Вот, телеграм-каналы. я тебе про это говорю, только за большие. Не-не-не, деньги. без денег. Вообще просто стали вести изначально как блог, потом как это пошло и залетело. Просто когда соцсеть уже забита, в ней трудно что-то сделать. Но когда она только открывается, вот этот ТикТок, сколько людей в мире сделали себе карьеру просто на ТикТоке. Это вот абсолютно вот ниоткуда люди, вот они появились и выстрелили. И таких соцсетей будет все больше и больше. Просто надо понимать, что ТикТоку вот нужен определенный контент, да, чтобы ты под музыку танцевал. Там иногда слегка дебиловато, понимаешь? Иногда. Вот. 100%, да, понимаешь, ему там нету там политический контент, прочий, он не нужен. Например, в США есть вот одна площадка, да, которая съела все. Facebook. Нет. Facebook в США это как у нас Одноклассники. Твиттер? Твиттер. Все. Ну да. То есть при этом русскоязычный Твиттер вообще никакого смысла не имеет. Там сидит 3,5 коллеги, В сфере понимаешь, и спорта пишут. разве что он работает. так. Твиттер в сфере политики в Турции это главная соцсеть.
Вот Ну, я у вам нас говорю. Твиттер совершенно не развит, поэтому я, например, решила вообще не заниматься. Ну да, у Твиттер нас- мне был нужен только во время событий в Южной Осетии в 2011 году. Да, чтобы- Вот тогда это был просто, там Ну, всё это если есть рассматривалось. запрос на, скажем, А я, тебе, международную а аудиторию. я тебе скажу так. Нет, вот, дело не в международной аудитории. Дело в том, что это, во-первых, было очень удобно. да, он, Ну, как-то по-быстрому, да. Причем у меня был кнопчатый телефон тогда, и там он устанавливался, Твиттер. Там Facebook был, и Твиттер, и YouTube, по-моему. Ну, вот Sony из последних кнопочных. Прям очень удобно было. Ну, вот сейчас нет. А я тебе сейчас скажу, то, что, например, если ты будешь писать в Твиттере на английском языке, то ты поймешь прикол его. Насколько большой интерес у журналистов международных к Кавказу и событиям на Кавказе. Ты слегка даже можешь быть шокирован тем, насколько большой интерес. Потому что, Активно изучаю английский язык. да, даже уже не надо, слушай, вон этот браузер Яндекса прямо в этот формате онлайн переводит видео на английском языке, понимаешь, на русский язык. Пока кривовато чуть-чуть, Ну, правда. слушай, я тебе скажу, что я обратил внимание, что Google Translator стал переводить осетинский. Причем ты думаешь кривовато, а потом ты понимаешь, нет, он кривовато переводит, потому что чаще всего люди пишут по-осетински очень неграмотно, в том числе и я. Да, но переводит он уже более-менее нормально. Если это вот из книги взять и закинуть, он уже Блин, с смысл этим вообще передает. отдельная проблема. Вот, допустим, у нас есть рубрика типа «Совицы», мы периодически закидываем именно на осетинском языке. И ты обращаешься к людям, которые осетинским языком занимаются, там, Да. либо педагог, либо там какой-нибудь репетитор, именно, именно осетинский язык — это его тема. И два разных человека одну и ту же фразу тебе по-разному переводят. Ну, это нормально, это структура языка то есть- такая. Проблема, кстати, часто там многие жалуются, вот мы день вели новости на осетинском языке. Это у меня была Да, такая и тема. отписывались От люди. меня- это было, мы, на День осетинского языка мы подтянули двух людей именно, которые в осетинском языке не просто новички, а прям шарят хорошо. Мы им отдельно заплатили за это. Все новости у меня вышли, все без исключения, полностью переведенные на осетинский язык. И вот я же тебе помню, что до этого говорил, у меня прирост всегда естественный. Вот не было такого, что у меня каждый день у меня чуть-чуть, но прирост Да. всегда был. Сейчас последний там год, допустим, 2 поменьше, потому что какой-то там выбрали, Потолок, да, да. да. Но всегда был прирост. Это был единственный день в истории Осетии News, когда от меня отписались прям вот больше там 2-3 тысяч человек. Реально, просто отписались. Потому что они подумали, Надо тебе написать скатертью дорогу. по факту я ни о чем не жалею, что мы это сделали. Да. Это была очень крутая идея. На мой взгляд, это прям было клево. Вот в этом большая Но проблема. по факту отписали. Все подумали, что мы теперь только так будем вести. и Смотри, Да. осетинский язык это сейчас камень в огород национального ТВ. Ребята, прошу простить меня. Осетинский язык, он стал пространством только таких позитивно-исторических новостей. Ну, вот. Осетинский язык стал пространством застолья, причем уже давно. Ну, вот, да. к сожалению. Если бы на осетинском языке выпускались бы эксклюзивно Сплетни. не сплетни, в том числе сплетни, да. Сплетни идеально. Да, Типа, жесткие новости И какие-то. только Крылья ТВ запустили современный, Ну, очень молодежный контент на осетинском языке. да, знаешь, как вот чуть-чуть хочется к этому контенту вот именно остроты, жесткости. Да. А, к сожалению, в Осетии очень мало людей умеют в жесткость беседы. Я сейчас похвалю Тимура Медоева, да. Я вот один раз с ним пошел в эфир на Алане, Вести Алане. Сцепились вы? Не, я вообще офигел, с каким напором он говорит, да, он прямо жестко, вот, знаешь, как темы так заворачивает, и, то есть я прям, нифига себе, прям так сильно, да, это так хорошо, но вот этого напора, это, наверное, уже претензия к нам. У нас не хватает вот этого напора, потому что, когда ты даешь этот напор, когда там вы устраиваем, мы с тобой там какой-то баттл, или вы с Батиком баттл в Телеграме, люди, вы что, поругались? Да нет, мы за жестко новость обсуждаем, потому что, чуть-чуть, не должно быть все вот стерилизовано. А информационное пространство сейчас вот абсолютно стерилизовано, вот оно прямо вот выхолощено. Да, И в этом проблема. Мы сейчас вот сидим тут и ругаемся на паблике, да? А сколько журналистов в республике осталось, которые на слуху, которые делают такой, хотя бы условно независимый контент, которые не боятся какие-то спорные темы там поднимать. А есть такие? Все очень ограничивается 2-3 Не журналисты, Ты не именно имеешь берем СМИ? блогеров. Нет, не блогера, именно журналистов или СМИ.
Ну, Конкретные я сейчас уже, фамилии. я уже не знаю, где. Вот Заур это СМИ или блогер? Ну, он больше, ты же как боди работаешь. Нету. Ну, то есть, когда ты, Отсутствие своего когда имени ты он- пишешь у тебя в себя в телеге, это именно как блогер. Да, Да. То есть, своего допустим, имени. ты Это вот твое этим частное именно мнение. Ну, мы же мнением... прекрасно понимаем, Нет, что Заур, ну как блогер. в коммерсанте он отписывает именно как журналист. Ну, блин, вы понимаете, Правильно же? вот Ну, коммерсант может не пропустить то, что Да, он коммерсант очень много пропустил, может не а пустить, себе правильно? он может позволить то, что он Ну считает да, нужным. что ему пока. я... Вот Понимаете, эта это- миграция журналистов в блогера, она сейчас вообще повсеместна. Да, то есть вы этот процесс уже надо принять. Любой журналист, работающий в СМИ, причем в любых, не обязательно государственных, там у государственных СМИ свои ограничения, да, там. Не, вот, ну, в допустим, Осетии пространство информационное, в нем сидят люди, которые сидели в нем 10 лет. Я в не нем хочу, новых лиц я нет. не хочу Ну, сейчас это поругать. не наша вина. Кто? Я. 20 лет Знаешь, сидят. что да. вина? Сейчас меня не просят многие. Вина в первую очередь, ну, скажем так, через журфак, но вина в первую очередь в самих вот этих журналистах. Ну, помнишь, вот я когда приходил к тебе на регион, как стажировался, да, как вы нас гоняли, именно как вы заставляли, то есть, ну, писать, именно заставляли писать, а сейчас как? Ну, то есть, вернее, даже нет, ты меня не заставлял куда-то ходить, там, Лену куда-нибудь заставлял ходить, или она сама это делала, она сама хотела? Реально людей новых нет, вообще нет. Что тебе не Опять-таки- нравится? Ну, Что мы не меняемся? Ну мы же не Нет, он- А это для тебя плюс, Све- когда- свежий- Это как, знаешь, как мне рассказывали, ну это не байка, но это реальная история, там студенты юрфака, у меня друзья там учились, там была какая-то, не знаю, ни имени, фамилия, не помню, ну, в общем, какой-то предмет, и она очень снисходительно реагировала. То есть, хочешь, я тебе поставлю зачет, можешь не ходить, я тебе поставлю. И все такие, «Ну, почему, что, как? А мне невыгодно, чтобы у меня конкуренты здесь вырастали, понимаешь? Ну, а ты знаешь какой момент, что вот из-за того, что у нас стерилизованное информационное пространство, нету конкурентов, и тут и власти напрягаться не надо, в принципе. Ну вот тебе эти паблики, это как конкуренты. Они не конкуренты, Аналитические материалы никогда не они не конкуренты. создают контент свой. Можно Если бы они надеяться, что рано или создавали, поздно они к этому придут. наверное, это претензия именно к журналистскому сообществу. Да, вот у нас есть союз журналистов. Да, там, вроде работает, вроде реагирует на какие-то информации, но реально нету голоса журналистов, да, ну неофициозного, неофициального, нету какого-то там, знаешь, вот нету какой-то вот Вы члены Союза журналистов? нет. Я вроде бы уже, да. А, да. Вот. Меня просто не так давно обвиняли в том, что я не журналист, и я решил такой, надо закрепить как-то. Не, ну я, когда никто говорит, ты журналист, я говорю, я не журналист, чего ты взял? Возможно, журналистскому сообществу Осетии нету какой-то вот этой вот какого-то движа внутреннего, Понимаешь, вот я обратил внимание с какого-то момента, что вот те, кто приходит на журфаки, те, кто выходит оттуда, у них журналистика с 9 до 6. Да. А так не бывает. Вот. Понимаешь, вот если с 9 до 6, то это просто работа. Это твоя профессия, в которую ты приходишь, что-нибудь скажешь, выскажешь, и все. Ненормированный график. Журналистика это не профессия же. Да. Это да, просто это- вот Это стиль образ жизни. жизни. Я к тому, Это что образ жизни. вот смотрите, Дело-то грустное. я знаю одну девочку, которая поступила в свое время в журфак МГУ. Она училась в журфаке МГУ, вечером работала на одном новостном издании. Причем на первом курсе, вообще молодец. Потом она уехала в США, там делала сюжеты, даже какие-то награды получала, да. И то есть, ну и в какой-то момент вроде тишина, раз появляется там этот подкаст «Чинок». Ну, вот они сейчас делают подкаст об астинской литературе. Я понимаю, что вот это суть этого В Америке человека. они делают. Не, сейчас они в Европе где-то делают этот подкаст «Астин». А ты с ними как? Я знаю, хорошо. Слушай, мы в Осетии Не-не-не, публикуем. ты поэтому по А связи с не, ними. в Москве случайно с ними познакомились. Так мы по связи. Вот подкасты тоже вот личного присутствия не требуется. И ты понимаешь, что вот давай Диана Фидарова, да, ее супруг Азамат Кантемиров, если не ошибаюсь, Азамат Хатар. Вот. Это люди, которые вот что бы ни было, они что-то будут делать, потому что ну не имется. Понимаешь? И знаешь, как сидишь, думаешь, а что никаких подкастов в Осетии прикольных не появляется? Там вот сегодня те же люди, раз появился подкаст об астинской литературе, такой абсолютно добрый, хороший, да, где обсуждается, причем без купюр обсуждаются какие-то моменты. И вот ну, это радует. И ты понимаешь, что вот эта суть у человека такая, что ему надо производить какую-то информацию. И таких людей очень мало. А сейчас Мало, журналисты мало. это как правильно сказать, они не производители, они Рупоры. зарабатыватели.
Да зарабатывайте. нет, где Ну, ты богатый? новый. Где наши Современный. журналисты Ну, кто ты новый? зарабатывают? Где наши... Да нет, те, кто сейчас идет в журналистику. Они что, зарабатывать хотят? Ну да. Ну, то есть, Ну, Нигде мне- не зарабатывают. ну, у тебя бывает такое, что одни из первых вопросов у студентов, не у всех, к Да, счастью, но сколько платить будете? Я первый раз узнал, сколько мне платить будет, уже курсе на 4-м, на 5-м, хотя я работал со 2-го курса. Ну, мир стал более материальным. Наоборот, это абсолютно справедливо. Если человек идет на журналистику, и он спрашивает, Это сколько ты справедливо, будешь. да, но изначально за что надо платить? То есть, ну, и нету такого, что кто-то хочет эксплуатировать твой труд. Но если ты до этого нигде не работал и не умеешь работать, и я тебя буду учить, это ты мне еще должен платить. Я на видео скажу, что вот реально, если в сети появится вот молодой человек, который вот там будет искать инфоповоды, ходить, что-то публиковать, он реально свою СМИ на ровном месте раскачает очень сильно. 100%. А деньги? С другой стороны, Я думаю, что он начнет зарабатывать. Нет, не. я раньше, когда еще до Осетии News, была первая попытка запуска на ОСТВ, помнишь ОСТВ? О, Да. помню, кстати, этого, да. Да. И я там именно вот, ну, один из тех был, кто именно вот с молодыми ребятами возился там. Я прям помню, приходили, я набирал группы, там, их заставлял операторов их учить снимать, там, монтажеров. Ну, короче, вот именно возился прям с ними. В какой-то момент мне это надоело, и я вот, когда уже была Осетия News, ко мне приходят ребята, я говорю, мы вас научим, но если вы будете ходить и вот так не делать, чтобы я научил, 95% больше не приходят. Ну да. То есть они ждут, что я их буду кантовать. Я говорю, ну слушай, у меня без тебя есть люди, зачем я тебя кантовать? Ты не хочешь? Ну я не буду тратить на тебя свое время. И все, после этого люди пропадают. То А есть, первый вопрос к сожалению. какой? Сколько вы мне будете платить? А сколько ты стоишь, друг? ну, Я видел людей, которые хотят зарабатывать, они все себя по-другому ведут, понимаешь? Они там вскопают, свое сделают, но Для частной журналистики вообще не заработаешь. пока. Думаю, что скоро Да, все Потому что изменится. все На настолько чистой подмято. журналистике нет. Ну вот как раньше, да? медиа, да. Ну, надо это адаптироваться. другое. В итоге мы начали с того, что А у мы меня критиковали последний вопрос, паблики, у меня и сейчас последний критикуем журналистов. Последний вопрос Черт возьми. есть у меня. Что-то пошло не так. А вы смотрели фильм «Медиакратия»? Да, да, А да. вам не кажется, что вот мы уже очень близко к этому подошли? Я смотрел исследования, что в ряде стран выяснили, что IQ этих стран начал падать. Общий IQ. Но это связано с тем, что, например, ввиду доступности вот этих легко стало переселиться из одного города в другой. Есть города-тракторы, которые привлекают к себе людей с наиболее высшим IQ, да, а есть города, откуда эти люди утекают. Например, Москва, да, у нее средний IQ, скорее всего, будет чуть выше, чем у там, маленьких городов. Просто там сконцентрирована меритократия российская. Да. Но Москва в свое время является донором для таких аттракторов, как там Дубай, куда сейчас самый большой переток мозгов, там и США и Европа. И поэтому в этом плане мегаполисы становятся аттракторами мозгов, а маленькие города, они чаще всего в интеллектуальном этом проседают. А уровень IQ – это отчасти, не отчасти, это полностью наследуемый фактор. То есть вот проблема в том, что это биологическая обоснованность. То есть мы можем уже вот скоро прийти туда, да? Ну, Осетия... Когда 2 часа на экране задница, и люди смотрят и смеются. Да, Осетия... Ну, это, я думаю, это же, ты понимаешь, это утрированное нечто. Это конечно, утрировано, Не, но это настолько... Если так смотреть, то мы уже к этому пришли. Когда президентом у них был этот рестлер, Да. сейчас же тоже вот тут Даню Милохина за него же проголосуют. 100%. Но параллельно на Кавказе, вот я даже на Кавказе вижу, что сейчас, вот, например, появилась девочка в ТикТоке, да, дагестанка, она популяризирует чтение, она говорит про литературу, она дикому хейту подвергается, ей говорят там, сестра, ты вот не тем занимаешься, тебе надо там хинкал варить, а ты книги читаешь, да. Она читает Достоевского, она, видно, конечно, она верующая мусульманка, она в хиджабе. Блин, ну вот реально у нее очень крутой ТикТок, она реально крутые вещи делает, и я вижу, что спрос на это большой. Мой товарищ Мурат открывает во время пандемии в Нальчике книжный магазин, когда уже все говорят, что книжные магазины умирают. Вот я сам читалкой пользуюсь, да.
И в пандемию открывать книжный магазин, это странная тема. И тут у него книжный магазин с определенной направленностью, с определенной литературой, и он пользуется сверхуспехом среди кавказцев. Там люди... То есть на фоне того, что происходит некая идиотичность и потребление идиотского контента, который в том числе и я потребляю, я тоже могу. Я как-то одному своему знакомому, которому уже около 50 лет, сказал, я говорю, зарегистрируйся в Инстаграме, ты журналист, ты должен знать, что это такое. Он говорит, слышь, я слишком стар для этого. Потом через 3 дня он мне позвонил, говорит, вот что ты сделал? Я говорю, вчера 3 часа жизни у меня исчезло непонятно куда, я смотрел какие-то дебиловатые видео, и я говорю, Не мог насадиться, да? У меня такая проблема, я тоже могу на этом подвиснуть. Да, тут надо, знаешь, что важно подметить, что мы к этому пришли, но это не значит, что это единственное то, что будет, как бы, вот то, его примеры Алика говорят о том, что то есть мир вот на этом не заканчивается. Есть и такие люди, всегда будут и другие. Заур, знаешь, в чем прав? У людей вообще, я часто встречал, у людей есть ошибочное впечатление, что история, мировая история, она развивается только по пути прогресса, что с каждым разом мы прогрессируем. Это очень большая ошибка. Прогресс дается усилиями небольших групп людей, которые вот реально страдают за это, по крайней мере, всю остальную историю, которую мы знаем, и добиваются изменений каких-то позитивных. Но в мире есть очень много эпох, когда просто вот из прогресса мы погружались в темные века. Сейчас просто... И вообще не исключено, что это будет так. Потому что, извини меня, в России, у нас в Осетии, я при всем уважении к людям, занимающимся спортом, но когда борцам дарят квартиры, а ребятам, которые выигрывают олимпиады по математике, ничего не дарят. Про это, кстати, вот я с большим уважением после этого, вообще относился, а после этого особенно отношусь к Хабибу Нурмагомедову, потому что это единственный спортсмен на Кавказе, который сказал, ребята, хватит делать акцент на спорт. У Маги Исмы, вот в видео, он прямо про это говорил, вы понимаете, мы воспитываем сильных, но глупых людей, это опасно, нам жить здесь дальше. Надо делать акцент на образование. Он всех других спортсменов попросил, не рассказывайте на видео, что вы там, я вообще учебой не занимался, чисто спортом занимался. Нет, об этом... Тоже есть такие, я не буду называть фамилии, да, чтобы свою аффилированность там не показано. Пусть спортсмены, которые стипендии платят, по его примеру, еще Лаура, назови мне хотя бы одну историю, когда человеку, который выиграл Олимпиаду по математике или Олимпиаду по информатике, дали квартиру. Потому что квартиры дают кто? Те, которые уже являются люди с возможностью подарить квартиру человеку, который выиграл. Потому что из этой же сферы математик не может подарить молодому математику. Хорошо, что у нас есть Сбербанк, который просто всех умных ребят, вот из Осетии я уже много знаю, которых перетягивают, кто шарит в математике или в программировании, просто Сбербанк их себе забирает, дает им хорошие зарплаты, а в Осетии их не остается, они уезжают, да. Спортсмены пусть поддерживают спортсменов. Было делать ради правды? Что здесь СОСу-то было делать? Если бы здесь была... СОС Табуев мог бы сделать очень много крутых, и у него были идеи проектов для Осетии, если бы нашлись какие-то люди, которые бы хотели вкладывать инвестиции в интеллектуальный продукт, нет в Осетии, это факт. Если бы ты сам сказал. Тут фишка еще в том, что этих людей поддерживать на государственном уровне. Одно, то, что там кто-то со своего кармана, это дело лично каждого, да, кто захотел, тот поддержал, не захотел, не поддержал. А кого поддерживают на официальном? Эти олимпийцам на официальном уровне полагаются там премии, машины, в том числе автомобили и прочее. Вот, тут уже вопрос... Тут и вопрос к власти, конечно, но и вопрос к... Я думаю, в первую очередь. Федерации математиков, я думаю, это вопрос которые бы собирали какие-то средства и вот... Тут тоже, опять-таки, это как, допустим, очень часто футболистов критикуют за их высокие зарплаты, да? Но почему? То есть футбол, допустим, он, наверное, не самый сложный вид спорта, но он однозначно самый популярный. Да. И, естественно, то, что у них среди спортсменов самые высокие, в среднем зарплаты, это, есть этому обоснование, они просто самые популярные. Есть этому обоснование, идиократия. То есть, поэтому, это один из признаков идиократии. Поэтому. Это же в Италии очень большой вопрос поднялся, что, ребята, вы сейчас во время коронавируса вдруг про врачей вспомнили. В Италии. Про наших врачей так и никто не вспомнил. Слушай, грубо говоря, все, что ты сказал, это сейчас как-то умным быть не модно. Да. По факту. Но есть люди, которые пытаются это изменить. Нет, и надеюсь, будут, и
мы будем, допустим, Я, кстати, вот, оказывать им поддержку всегда, но ты же просто понимаешь, вот, что фишка в этом, и умным быть не модно. И это было и при мне, и в моем детстве, там, и сейчас новое подрастающее поколение, да, ну, плюсы и минусы там вот эти есть, Ну, уже меняется. со временем, да. Да. Кстати, вот знаешь, что замечаю, что вот именно вот у молодых ребят, Да, дожили, приоритеты. дожили, я Да, говорю, молодые ребята. У современного поколения у них вот есть вот этот перекос, вот этот, ну, и остаются и спортсмены, но именно вот востребованность именно в образовании, вот именно им хочется вот хорошего образования. Я у себя на своем YouTube проекте вот снимал с такими ребятами видео. Вот там парень по фамилии Зангиев, борец с поломанными ушами, но при этом кодер, ну, программирует. Я видел, как он презентует свои продукты. Блин, это просто Ну, вот это ж классно, когда тип вот- ломает стереотипы вообще к чертям. Я же ходил, вот у нас был там акселератор, я ходил туда, я видел, ну, офигенных ребят. Но опять же, через некоторое время тот уехал в Москву, тот уехал в Питер, думаю, блин. Ту проблему, которую ты поднял, то, что там победители Олимпиад не премируют, но в этом точно так же частично вина наша, журналистов, и тех же пабликов вместе с нами, потому что о спортсменах пишут сразу, громко и Да. восторженно, а вот о победителях таких Олимпиад, ну, типа, ну, вас не зайдет, и их как-то могут придержать, могут не дать. Ну, могут я не хочу для всех ребят сказать, что вот их, ребят, которые занимаются интеллектуальной деятельностью, в итоге будет премировать жизнь. Это 100%, Потому да. что вот пример вам вот этого Виталика Бутерина, да, вот парень, который из России в Канаду уехал и создал Эфириум. Это человек, который добровольно там, сейчас он последний раз какую-то колоссальную сумму, там, несколько сотен миллионов долларов сжег, просто считает, что слишком мое влияние на мою криптовалюту слишком большое, он там в пустоту отправил. Это вот парень, посмотрите на него, это миллиардер, но вы по его поведению и прочее вообще не поймете, что это миллиардер. Это человек, который хорошо разбирался в коде. Потом давайте вспомним Сергея Брина, ну, который тоже из России, но уехал в США и создал Google. Давайте вспомним Павла Дурова и его брата, да, который основной кодер, да, но которые тоже уехали из России. Ну, вы понимаете, к чему я аналогии веду. Призываешь уезжать из России, короче. Я говорю о том, что мозги уезжают из России, и это явно не просто так. Мы видим закон вот новый закон сделали о просвещении, да, который запрещает, при этом, то есть антиваксеры спокойно могут распространять свое видение, да, а люди, которые реально за Ну, пресечение не науки, всегда, они не кстати, могут. вот к теме соцсетей, вот, допустим, Инстаграм заблокировал полностью аккаунт этой Шукшиной, YouTube сперва, а потом и Инстаграм, аккаунт Шукшиной, она же как одна из активных антиваксеров прям. Ну, люди скажут, что это нарушение свободы слова. И будут правы где-то. Таких людей я могу понять, знаешь, которые говорят, что просто там недоверие. Тут вот с такими людьми это конкретно косяк нашего правительства, нашего управляющего. Они неправильно, ну, возможно... Они неправильно выстроили коммуникацию, а выстроили... Дело не в выстраивании коммуникации, дело в том, что было сделано до. Ну, Вот эти все, то есть изначально было недоверие, и потом получилось так, что вакцина, они же это подали как свою победу, да. хотя я людям пытаюсь тоже объяснять, говорю, что вакцину сделали не в правительстве, вакцину сделали те же центры, которые еще со времен Союза выпускали и были одними из крутых вирусологов на планете, не только в стране, а на планете, и их международное научное сообщество уважает максимально. Сейчас, то есть те же, грубо говоря, люди, ну, там их потомки, еще последователи, они сделали эту вакцину, объясняя, почему, допустим, они это сделали, да, быстро, потому что уже до этого велось исследование другого коронавируса. То есть, да, то есть получилось так, что совпало, они использовали базу, и поэтому быстро сделали. Люди этого не слышат, думают, что их дурят, и проблема тут как раз-таки не вот в наших вирусологах отечественных. Да, у них вообще никакой проблемы нет. Да, они как раз-таки молодцы, а именно в... Кстати, этот журнал Time сделал, ну, как бы герой года, это... Человек года. Не, человек года Илон Маск, а герои года стали врачи, которые разработали вакцину. Да. И, кстати, продолжая тему... Там вот, я представляю, если это опубликовать эту новость, какие комментарии будут в пабликах наших. Продолжая эту тему, вот почему недоверие именно к спутнику, то есть именно как к вакцине, точно так, то есть, допустим, люди, которые готовы уколоться там Модерна и Pfizer. Ну, я был таким, да. Да, ну, то есть, но при этом не могут, не готовы
А почему? То есть они ссылаются на что? Вот международное сообщество не признало. Не, ну признала, почему нет? Ну, официально в Евросоюзе, допустим, не разрешено, ну, не признают. Да, но Фишка в чем? медицинские журналы Многие они не все признали понимают, да, но эффективность. многие не понимают, что это уже перешло из-за того, что опять-таки, что наше правительство выдало это как исключительно за свою заслугу, а не за заслугу лаборатории. Это перешло в плоскость политических Да, игр. 100%. И, естественно, они не хотят признавать победу режима, который они считают исключительно там чуть ли не фашистским, да, вот про режим в России. То есть это политические игры, они, естественно, по своим каким-то убеждениям не признают. Сама вакцина от этого работающей быть не перестала. Не, ну есть медицинские журналы, которые, какой бы режим в России не был, они сказали, спутник работает. Проплаченные. Давайте на этом завершим наш подкаст, а то мы затянули. Это была рефлексия 3 уже стареющих людей по теме того, что мы недовольны качеством информационного пространства в Осетии. Возможно, это в том числе и наша вина. Я думаю, в первую очередь. Наша вина. Да, потому что мы вынуждены подстраиваться под аудиторию, потому что как ни крути. Я не подстраиваюсь по аудиторию. Ну, я Меня имею в все виду- спрашивали, зачем ты опубликовал видео, как тебе Нет, делают ну не прививку. прям вот в таком плане, не в том плане, что ты, допустим, антиваксер и пошел привился, потому что аудитория хотела, или наоборот, да, ты там за вакцину и не прививаешься только Да. потому, что твои подписчики. Нет, не в этом плане. Я к тому, что мы, вот, допустим, вот я до этого говорил, вот мы Осетия News, мы за позитивку, еще что-то, но я понимаю, что мы в последнее время точно так же пишем. Вот, Так позитива, да, не ну да, так то есть много. я это и называю как бы адаптацией, то есть не к тому, что мы как-то изменяем своим принципам глобальным, да, но вот в каких-то вот Слушай, этих мелочах. в условиях, когда у тебя на протяжении 8 лет падают доходы населения, когда проводятся реформы, которые отдаляют пенсию людей, в условиях, когда коронавирусная пандемия, ну вот очень трудно найти позитив, понимаешь? И очень бы Ну хотелось, да, максимально это же претензия от власти к журналистам, дайте нам позитиву. Ребята, наоборот, работают, вы дайте нам позитиву, да, мы тогда подумаем и поговорим. Но... Я бы сказал, с удовольствием отработаем этот позитив. Да, если он будет. но Еще, кстати, я забыл сказать, вот Лаура частично затронула эту тему, вот, и когда мы говорили о проблемах журналистики в Осетии, проблема в том, что она у нас немножко плюшевая, потому что... плюшево хорошее слово, плюшевая журналистика Осетии. Она у нас немножко плюшевая, потому что вот сравни в целом нашу журналистику с журналистикой там, Москвы, еще что-то. Ты себе представляешь, у тебя есть же опыт, да, работы не здесь? Ты себе представляешь, что в Москве, в Питере журналист другого издания у тебя попросил запись аудио? Ты себе представляешь, что ты ему не давал, и он на тебя обиделся? То есть я к тому, Здесь что... это всегда было нормально. Но это ненормально для развития журналистики, мы поэтому и тормозим, понимаешь? У нас нет, у ребят, выходящих в поле, у них нет понимания конкуренции. Они друг друга не воспринимают конкурентами. Не, почему? На регионе у нас было такое. Ну когда это было? Попрощайся, Между тем, Да я думал, обрезаю просто так, где вы сказали, что что-нибудь скажи. ребята мне звонят, не надо уходить. я уже не пишут. Звонят. Я не русский, мне можно. Там меня вызывают. О май, Ронал. Все, давайте заканчиваем, ребята. Да, заканчиваем.